Делишь на 276. Мгм. И получается, за месяц он так 8-6 раз встречу Лацер, а за 21 так 15 умножить на 21, 252, 252 разделить по 4. Сам момент, Маршал, думался, на математика на таком уровне развитый, моя отсюда это не считается, а здесь Да, цугайн цалил, хинцалши, хураз сакейцунун. Цугайн математик цалар хука достоверно хадолаш маду 24 тысячи раз дэн лэял. Получается, царь не следующая даст, понимаете? Или как? Дальше. Мама душа и цель ляшин. Сколько-то раз в день не душ дуэл. Слежки ошлили вишала, да, желт дечайна, мацуз долцун, виш. Малейк муни халити. Ну, маршал. Ну, цухайна одниш пениш хала, так, Айша ши. Еще так уже, мекш хала, совсем другие люди, другая генетика. Да, генетика. Для всех людей что-то политика раздавичу, вроде исламский, говорит, сумно. Разделяется во всех, но цуген халабош, генетики что лабош, и ухметки берси халку бош, да. Для того времени религии халал адит мечтать. Так, мечерти видео. Другая генетика лабор, его. Да, маршал, сори. Да, что за теория там, она где-то, прочитать можно про это дело. Магнитные бури были, деревья были большие. Из-за любой будулаки, ахет чанцар из Эрдухон. Генетик не столь далекие времена это. Сега хамцар хадиеш иш, вообще иш мараться молло бахар гади чан хавел малай. Там для них все легко и просто. Мало что говорит. Молу Канга с 5-го этажа вниз головой чукосла, мать. Со хот мат, но дух дашим хис работа. Приказ модель ляду. Нету таких дураков. Чекай, слушай, поехали на кукуха, поехали на гуль, может прыгнуть, а так не будут прыгнуть. Он 30 раз подумает, себе прыгнуть сперва, он за тобой, потом смотрит на это дело и прыгнет. Ты молло хрубая, шен. И царь Дючхена, и голень Аллаха, и помощь Дючхена. Это не та голень, которую мы себе можем представить, большому шмадюте.
Так, это абсурд, да, примерно, ищет представить, а мы к шее говорим. Трондович, ахуш, пометил ездит он в задницах или ечем в сундах. Голеным, худые дорой. Абдул-Рахман передал, что Али, выступая с речью, сказал: «О люди, накажите ваших рабов, как женатых, так и неженатых. Как это было за то, что рабыня посланника совершила прелюбодеяние, и он поручил мне высечь ее. Но она недавно родила ребенка, и я боялся, что если высечу ее, то убью ее. Я рассказал об этом посланнику, и он сказал: ты поступил правильно». Хенс, у меня вопрос. Помимо того, что вот этот дурак приказал высечь ее, иша наказание смухал еще. Али, молите, подъючь, накажите ваших рабов, как эту рабыню посланника наказали. Но вот наказание хылмаяти в итоге не было наказания, не было высечения, просто приказ был, но он не осуществился. Да, ищ наказание ебахцу, я высечь ебахцу. Худу не царь, наказать, яллах, худу согласон, худу садинак. Паймас бокда ниста, нистина алмабасун. За то, что эта рабыня гуляла с кем-то другим, а не с пророком, и бахайте Аллах. Приказ дал отцу. А приказ не исполнился. Тигах тоже. Почему посланника не послушались? Это уже третий вопрос. Дела, достоверно, дути, он знаю, палмаму. Арабские сказки, шахтиеш, вела достоверные духовные. И помимо этого, арабские сказки, шалчи дацадоли, он дальше есть государства, которые вот над этим, ну, с этими живут. Это не сказки, а законы, можно сказать. Глава. Выбор, кого из двух женатых рабов освободить первым. У Айши были раб и рабыня. Она сказала: я хотела освободить их, и рассказала об этом посланнику. Он сказал: начните с раба мужчины, а затем с рабыни. Рамстен, ничего, Инкерло, ничего. Ламус довольно отцами. Аллаху обулдойлсун, Аллаху обулдойл. Amma шейхен делаешь, смотришь. Шейхен лама садин да, злоза кабагур бош, бош атиттина. Хен. Проблема яцеризм. Хазел хор, левдерваем. Борз, иламус, цадеш беш, эт йохоны, качле, бейгарч, бабоха дюде чахтат беш. Лама садина алей. Вообще, это дынега, хаклеш боцнах би, иш бей бош, койкш букуш. Язин уж бях квуи. До мадат, язин мадуш байта. Язда дейш, халах сан язда дейш, сан хуш, халах ли. Ишт хул знает, солы. Язин, собоюш, язич боюш. Все, понял. Короче, шейла на басты, на. Люцифер höga цахаттар дарсам. И трон Аллаха, и Диегош хэнаха, ишь заметит дыри.
Allah, bir muta soru. Balik والله. Negardu. Просто taču biegoši darbā, iecā vilčēnā. Mil velčajn biegoš var būt, prod biegoš. Gol mikrofon da ieeja. Проблема jāatcerās, auch sind zum Zedekzajos auch prorokam tā vadīja švarcigā. Ir vilčēnā tādi iegoši darīts un prondoju. Sigara yemek geldi yazın, bayıtmak geldi yazın sigara. Uteşmek denş, bayıtmak işte sigara, yemek işte sigara. Marš bolē. Pāris Vol, Macron. Marshall, Macron إذا وجه مليض يبوخ شلح شاها شاش صالون بخقر. Burada da böyle kalacak. Anam da tut ya. Daha şeysin kalacak böyle koyuyor. Хорватский закон шуакийский фом закон шуа религиш махаи са ушимляк мадицол са хумдуцер ахохе наоборот маду наоборот жестоки маду религия дацом камшин ду Sabor e borzo. Hori ligação justo aqui, sabe? Ligadați. Hori ligação tagidoso nach băi box, religi yuk box bata. Yuk baluş bata. Sargır çok yak box. Hori ligi çoğabe gidada tutandı netta. Putin mu var ya ni adnu kapeyku nidam религия хаинчу قاعد يبغى صبر شو اوكي لا بروتو Так, Сахих Аль-Бухари 38:03. Я слышал, как пророк тронул Саада Муаза. Саад глава клана Аль-Лениус. Цанья сбой яри группанча. Yarın zboy çuçuvalı, şoş buz arpası. Yer zboy yer. Декер до холя сам цецведер, ходишь ты что он дела, ты шумать стешал. Хadi şu tron Allah'a iyi yok asabı yutuyor. Бармен таймар шуал дедек ла. De maşa hol hakul dedik. Yok olmuş mu diyorsun, tron Allah'a iyi yok. Svoy hakoş kino, da vibratsiş. Да, чонишам сарадуешь, да варианты отцатшим бюсиндуешь. Хошам ца более легкий, да. Ne işte manevriruvat ja şunça da tron tekot sa yakıt.
И троны, и до китайские качества мястишь. Может, из-за этого это ангелы держат этот трон и вахцы дожит полностью, двухцы дожит. Цадамду года ладя, и держать я шел ангел трезвый, а отца непонятно, постоянно его щупает он Аллаха. Немецкие качества, и уж законный трондич, а там ходер, шия массаж, обогрев, шай, герк. Кефир шилош, так это лоца, да, что цадесан, кефир шашо, машинш соесан, банк соесан, удиду. И банк считается, насчет этой темы, дух ты свелосо, Цухайна даже догдался, он позаешь, Германия, юклилчайна, исламские банки больше, просто цецел, муху, банк, налога, шага, налог яти, короче, туда-сюда больше, свет, мелвер, и сложно цена. Мелтрогу дичи халяльный банк цахульцается, даже если царь и кредит, допустим, когда я узнавал и принцип мой халяльный банки, допустим, он цацину диз, и цанец ину дагоит, царь хаусы шедик за и против взвесить, до и цину он хаюц, и ты потом выплачиваешь только уже у них ты уже у них выкупаешь за другую цену, там, мяла, короче, царь, он перепродавать. Ну и, допустим, и цену аж 200 тысяч даешь халах, он лишь ты им уже у них выкупаешь уже за 250, там, ну сколько-то налоги, ну, меха хватит, меха хажан. Но даже если перепродажа, если это можно назвать так, в кавычках, перепродажа тебе этого объекта, то все равно этот банк должен связан быть с другими банками. Независимый банк хулил модации, Лукаец банк Я солнце ждать, я халикарвил, шуци. А Хайдахар Эдер, и банки должны брать у других банков кредиты, их суд, я уже чего прерывать, да швару. Ну да, и по этой системе все равно они же не могут быть независимым. Цана банк связываешь, акшна шлилу модизицер, и шешца халявный банк убошбе. Все равно лук банк цана связывает Лилу Ессер, и таким образом это никак не получается, царь Бог, что халал банк, все равно они замешаны в риба, да, даже если они с тобой ведут какую-то якобы такую вот, халяльную, короче говоря, вот, наоборот, но все равно они с риба на 100% связанным должны быть, иначе варианта нету. В общем, в любом случае, такие ящик, да, под грифом мусульманские банки, это обман. О, и алло, что ворк, это просто обман, и такие, и все. Другими словами, по-другому преподносят тебе, и все. И мусульмане это верят. Сум хахиет яхтигах, дыганцы долсун точно, и номер хума хадиш дартигах, иш там шим юка хум яцхалыц, а в долг ахчадыш. Да долды, ну по частям далуш типа. Так, цо цергерих и хайет церг адит, ну, на которую часть вы что купили, это оставьте, и долг ерга юхня далуэл. Тоже тогда не сходятся и по частям хум яцер. Юрий Бусул банк полный развод Рамстейн. Он дал евро, ас
20 лет назад я хотел дом купить, хотел кредит взять, царь мечтать, издать, ждать, а потом я бросил это дело мечтаться. Потом через лет 10-15 я начал копать, нашел в интернете мусульманский банк, и они мне предлагают, короче, например, дом стоит 300 тысяч, они мне говорят, короче, мы купим этот дом, без процентов тебе отдаем за 400 тысяч. Я говорю, как это? Вы мне отдаете, покупаете за 300 и отдаете мне за 400. Ну, мы тебе проценты не берем, просто у нас в банке люди работают, просто ты платишь за их. 40 дней, это же процент получается. Нет, мы продаем за свою цену. Подожди. Потом я пошел в другой банк европейский, потом там договорился, и там я купил, взял кредит. Мне этот дом, например, продается за 300 тысяч, мне обходится со всем кредитом почти 350 тысяч, около 340 чем-то тысяч, короче. Мне в 2 раза дешевле обходится этот европейский банк, чем банк арабский, мусульманский, который говорит без процентов мы тебе продаем. Лохотрон мой натуральный лохотрон. Нахуй я фаштать. Я хадуку, я. Думаю, дедик, да. Вона элементарно, а шарах хыльштол, ши праздник даже, это скидки, таум цадацар. Иштач меттемич арош, о, честно. Да рук, вагатрон, рук, бусо банки, али. Бусо банку, охонт рамстерс, мабохор. قيتش بانكي سوزات دشخل شيء وجه حلال تخيل اتقدلا اش اتان اج تير وقت ماسكو خان انا اقا وجت الوتشك بانك ما يسوق اخلش دات باخ بيتو صار تيش تيش بوسو بيو دش مدو اسال اتماسك تير صح هم ذات صار تندش لوي Задолженность Иван, и, короче, надо ли еще часа, кризис хватит, болгар, да, уян, хумхач. Ради Аллаха списать, дайте я за банку, я دير تدايتي توغي حوق ميلدو قدام يلو هم حداقق بيتو Долгиш, битер списать, боч о, мелама, дерду, да. قزع أتسع أربوز أمالش وصو انت غرب داش استا يشت اتسجي بيسات يورا كربا например أقار 200 بيسات هاو توغ أتسج أز باخ ونأبروت وح باخ بيش بات أز حلال أقوش праздник خرج يا زقود سيوقشق ما يحقس اتسيقان باخق قيتو ده تو كافر بو بوخشار هور سيزونيا سكيت كشه توارش اتسار الشيء ميم праздник ده ذات ليرندو ان ابروت حال ذاك تعرف ماخش هو где здесь справедливость Я собака, у меня это справедливость, я.
Витушь, о, ну, самое благородное, самое добродушное, бог знает. Хорош, мят, пункт, и ает сура. مارشال دوشي مساري أباكي قزقع فرنسا دا جهنس مرضوش دي ناعي اشتي مرغب وتاعي خير سوبر ماركت شو خلق سكيتكش فرانسوسكي شي سوبر ماركت شو أتير سكيتكش خلق نامرات وأديش موسى أدوك وقار كافر بو بوغتار داج مارخ بطع أزم ليش شقار каждый сезон не вот ощипмем праздник цахач. А благотворительность я мекшаться. Ну хотя бы два-три раза мех шалдахца. Это я в год это шаша алк от мархи бата. Цер годовой цахил шел. Доход от бата хил бах цаше. Мох цахил ишт а чутух шел. Единственное, Мардош день, Euren это Гуэльвичек, Хуэлэтон, на Euren даш ламаз, Мархабата. Этиги عيد خي لامد أيد ламаз, этиги Жим Халяв, Костар, бесплатно, Юэля, дуй, и все. А стабильно, тиг Рузбан, Овьюч, Лил, Шола. Zu üt iletjan kapek tas yizha yuchtuohach a pakiet san aslius san цатош цааho это a куш дат никогда хоуч а хожен и целатлаш дуй Маршал Дышек Бежери, Садик Хази, Махко. хэшван машвол маршрут, Достаточно хочу. В общем, государство, вернее, экономика должна что-то производить в любом случае. Продукты какие-то производить, желательно еду. Иначе просто так углеводороды гонять, это, извините, подвиньтесь, даже тебя рючил, рента, на самом деле, уроженцам достается рента, это тоже там на 80% вранье. Что-то производить надо в любом случае. Даже на... Ну, все понятно, все, и так уже понятно. Для того, чтобы валюта была, вот как вы говорите, банки должны там очень сильно друг с другом быть связаны, чтобы твоя валюта более-менее такая была вещественная, стабильная. Что-то производить, желательно еду, потому что на другое они не способны, а еда это очень выгодно в мире. А просто так углеводороды, как государство, наркоман, это не годится. И насчет еды и сайн гендация, дючкам хазадат, Хонг в банках консервировать в томатном соусе ишца само чамберкницу. хонг бахе автоматном соусе Ха абак. цагина виш отер аслиучар бахам бах кузно этун аз хаттон цахетно схилтан бон иштер Абак сони халх иштхилла бен дитин датсу до Советский Союз ёлшхена цухена типа ишт бухшуларел. بعضك ديش اتخان خيرتي обычно гуманш тыкан та это из сон так дох сахылы, я не знаю. Сунацах за Советском Союзе, Хонг был. Не, хочу блин хилер амал дату, но чтобы та это هون اج доступ виш тер базара масана
И в томатном соусе, тем более, что-то кидам цахляха, не знаю. حلقة حانك هو ذا سونها консервированный حانك гинасун государственность консервировать беш бухш. Но томатном соусе из сунца гина бадак дич. Но уж твоя حانك قرش خينا هو ذا التماتن قرش اشتم جناسون ونو ديكا خلص اشتم. أستاذ بين باتش تمات تيتر تدور شرا حوصي دوكو موخو خوتنا Да, томат дикхол, ну, на каждого по-разному. Экал дят свой цвет, экал тесно дикхол ханг. ده أزمة распространенная der culture. Томат она дикхолон абак. Да, хож гук следующий. Нахд аялыкс последний банк литровый чунак. Тим дих куда. Он знал, если связи, что он приехал бубать. Хажа. Хочу бельнак бат. Разлил бар 700 граммов чунак. 7 евро дира, то хог духот дуастин. Попробуем. Суно бадек деза, а он хочу бельнак. Даже абсолютно разница есть, он базар и матчи, единственное, что и лат дальше. Ахиллер дотук, вкусовое качество, я не заметил. Вот, яги, вот, шаги, помидоры, нерсы, жижик, что различать, далеко вкусно, ледерятся. Вот Хонкин я что-то не замечаю вкусовое качество. О, дикхил. И концентрации духчойлош из-за этого различия ходятел хетсонат тига. Обидно холится банк шай хала юзе юхта красил цабанк телхн хол шоу банк и что ли керкоч и что юхта куйшач году где. Да, он Абак. соблюдать здесь сега, чую, что гумят помидоры, нерсы, там строго надо соблюдать это. Алсалел хити. Это. Абак. И инц обычно чубалич и магамат самегез, тем более цанал цейр дюн хабахши транспортировки яши. Зате адабаулет яш сахилч. Из ишт и далурдат. Банк не шаллелш мусталуш ишти движение. Хылсон обычно уксус дехтер цетеш мустцелит. И уксус тюанал через дикат сахыл. Куза, уже нет, Airbnb, ist банки чубилен, Франция. Банки чубелем, ишт не цепина. Чубилен. Единственное, что ты тёрнок, чувствует даже. Хотя, и уксус, мяцахтен добавку, абсолютно сун хайла мяцахтен. أباك أسا دادان شرا داتيزم قشرا دويزم إيش ساي إكسبريمنت ينيرس ساي دقا أمني تشتش حونك بانكن شو بلين تعجم شيلبو يتم تخوتي подсолнечное масло, да, сай дага ляка лятер дук иш са слой против воздуха. Вообще не туда пошел эксперимент. Но он дорогой, в Европе дорогой был.
он называется, не помню, как медвежья, волчья трава, как это называется, чрезвычайно сумасшедшая цена у них. Если вы будете ту дешевую, натуральную, сильную черемшу, тем более, производить, вас просто закроет. Надо что-нибудь попроще, чересчур полезно гума хардуцинах. Надо другой цех по другим продуктам. Из злаков что-нибудь, из молочки что-то производить. Онкам не годится. Ты что, это лекарство будет на все случаи жизни. Он Вас закроют и именно даже خذ третью чеченскую войну начнут. именно خذ حباح اتحنا بكنا لسه بعدك دي das will شو تخيل شون ده ايتهم خا تخيل ايش حقي شبو هم свежий بقى بعد сезоне اتبانكي تبلنا игур это молодняк и غهم даже гуч да лезет дол чор дик крыл да es wüsste Ramstein Хошенха, это шортен видео, как его правильно засовывать, это, чтобы у тебя там крышки не улетали, мышцы болели. Ну, а сауз банк хаестни, есть плотно, дух уже латит, еще 700 граммов, около это один раз, чтобы хаешь, чуешь там, кричит, ах, мускулоз. Abāk ištam 700 gramovu bankšam capat hodendem tieši jähtsona izam duksih istjok ar cimcam. A vishta das išti bankan čebiluša išti cung Приезжаешь, что там до суны. Просто сайдага, умничать, дешь эксперимент, ёпал, ты холты, подсолнечный масса, ты нас. Видишь, там ша хочу билча, дик хаза, кипяток с банком промыть, ёх подвал, чала, тачи, цаум, цахулцем, дик ляти. Und ach, هم Ramstein, دبولة Sam تيجي Viciovi. ها Viss labi. ach, elčun dat is دبولين شقية ach, كريشك شحالة الليل خيطة أسان تخود خيطون هنا زميت تتسي نتيجة عتا فريكوس قيهم تتوان أكسوس قيحتي und ach, يش قدبا كشي ach, تقع سيستم مو يا засолил мобохур банк оуш обработки эрдоцу дополнительно тух я ты Осам цатух, садаса цатух, просто чисто и цажимал. Как бой, да, та слегка, да. Шеф сокует банком, что были соуда летом, чтобы хонг воздуха не касался, да, и соуда лети, и ты ходу так, и все плотно закрываешь, щели летишь, и банк юхня так, это подвал чаяхчан, что духляться. Хонг бат. انت не обязательно банк не щубали изгу. انت ой гудо انت. Короче, айкехка бен хонг бат. Eins aus Jaloču bildern, примерно ай банки чумелтер лурбуа на один раз. Ein кетч был пакет чубили на кехка бен. Бухоца кехка. Пакет чубили на заморозить бой. Точно, а чубили шмахиллер. Хонг холцуна. Короче, хранить бухай, разморозить себе, хранить печаны. إذا أخذ زسون إنزح مال القيخة تبي الشام بول زلون قيخ بول حبيقنا خزتن بوي لاتم دادو قي الشام بول زمروس بوي إيش خانا حابوق ششت тоже лело шал إيش совет телер но суна банки чах уже щеца порции олша алсмо чутерлой так морозильник чах документик заниматься إيش подвал чах атох ецуне лату. und даже заметить одинок смело харка бы чубыш буйрамста сунгина чистый прозрачный это берем от чувял что ахидолш просто от
زسوليتن تخي شام حقيقة دوتو تقاركن تدم تبي نقاس صم ما برش تعتبرين ببوش أينه انتهت Ага, ну сон, das ist doch, tajim kek bolush hena, tajim kad bol, da ti bol belchan, du kek kad se beš, kad bol belchan, da kuje bankan ču, še tu kumti, to si da čuhe, ist doch das. Например, в Голландии есть еще система вообще вообще проращивания, выращивания продуктов питания, этих агрокультура и агропромышленность №1 в мире. Америка гигант, но просто там Бог наделил их там специальными землями, там солнце мощно. И вот Голландия с Америкой тягается. Даже №1, просто она меньше Америки, но все равно №1. Если бы Хонг возможно было бы допустимо в мировой экономике продавать, Голландия давно уже, они в курсе, что медвежья трава у них называется по-другому. Теперь давно уже на конвейер запустили бы. Но нет, Хонг, ты что, это лекарство от всех болезней. Если консервы Хонг продавать, если Голландия не может такого предоставить, все, забудьте. Чеченцы, если красную производить... книгу занести бен бу мабах тегю. Аба, Бацан, Не, вообще, они же могут создать условия в Голландии. Вы Аба, знаете, сохезион. они могут создать Что условия. хорошо, да, машол. ما شغل أباك هونك بو شوية Вудер, он кто был смело, وعمو بو هونك نوختشن هونك بار يا مغلة كلاس وانا بزون جنوات هون ترى نوختش واسو تنشر نوختش واسو أباك سيشيلر كان هذا زوخ سبقتش ناس ويج يديت صندوق سيشيلر كان نوختشن إعدار هونك بيتش بوش помидор шак كيشنير غاسقش ده أردو بوش شيلشن خليربو زودي دعوة بوش حلوك ما كيسمع عندي شوي أباك يجلس ما يقدر يلبس بوش ده تقص وان خزن ده تقص تعادل ايش ما يورتشكا sol her doos beş sol bakken achter as bush sonam khazdat milo awor hilatia azakon Леха, где я селом? Ahsan совещание وين يقي بيحكم بوشيلشن يقع خلانيز او مولنش بوش باتس او ماشجي وقت مجي بوش بش بوش ثاني يقع خلالش يشتري ولاديانز ها ايش داتي سولش باتو يوقع لا من صديق أمل بسوقي لا مروش بوي لا مروش كم أنا بمدور يا ضربة بمدور يا بمدور ميدور göz ders göz der du boş ez sorur der neger غاسق ده أردو إلرسوقي وقت بمدور غاسق ده أردو حنق بقى يعدر إلرسوقي شاش كيجي دوالا مديتا دوالا ما بقى عملوا سوي دوالا بقى Чем они объясняли это? Чем? Почему яду? تيب تقوم لو شوية أفتر تيتوش بيحكينا أبوري شتوغينا وصان دوالا عوالا بوش خمي أدريش شيء بقى تيت دوالا خمي أدرينا بازرينا سيلو دي روحوه هون سمجر элитер причина в чем аудит первых лемниш ашчер дэр мадуза аудит моссу против всех ковидов. أبا صعود ويستول شور ويستول مجنون Вот أسباق чем объясняет. صديت أبيتم صديت Ведь только أسباق. سويسريك حد يلقى من الدور اسمه عاد يشتك سايق بدو مو ده داتي بيحكنا برش خالص كونشتين عاس نشلات 85 года ستانوق خين جيما واترسم طوينا 10 رقم دش حنق بأنت حنق حش كاتشنا وتوقع استقلل
وين عدو والله Да, وين да, عدو والله Mirzaev أما عملت Kavaronis, تراك أباك ده شو سوق كمان Mirzaev Kavaronis. هاي تيب تكون ملخو شو سجوا ترسو بدي أباك بيستر تاسو سو اللي حونك بعد أنت حونك ليش سوق يا تاب وتو العدو والله حونك بار يا عدل помидор دغاس كده أردو بوش помидор يا تريوشة إذا شيل يرجع حاجة دوسو أصون ده تري إيه حدري رتو شو إيه حدري يدوق خيل كمان وتو أنا خيل بول كون خبوي وتو أنا خيل بول دعية لي Finnish حياة لي بول Gita. أنا أستاد ورثة Помидор, расти, Я душ, я государственный канал, ты что, Адица? сободия. يا مديس خماش Сободия. Помидор, расти, душ, шляцер, помидор, إيش تقلش تو سوق باسوق сободия, сободия. Керс, дуэль. В Египте недавно, совсем 80-е годы, и помидор, хажок крестицу юка бош. Это давно хадох в исламе, что помидор это христианский фрукт, их в нельзя исламе есть. должен да Говорит, сдавай, да, и он, все равно, это ром. Он бах, 300-летний, то дюцер, но Николай Замя. Видер, дюцер, помидор, дахвессер, керс, керс. Третье, и прямо сейчас можешь погуглить, пойти, где египетские вот эти алимы 80-е говорили, что это христианский продукт, а юг ходишь крестом и елдер бошь. И то это самое, и сюли, молниш нам это принесли царь, шумду. Расты да эрду цабаца, керс да эрду баца, христианский фрукт и бошь, короче. И я свои бабки своими ушами это слышал. Это к чеченству никакого отношения не имеет. Это именно исламский запрет кушать помидоры. Все раз аудл вступит, дурацкий теперь запрет. То же самое, скорее всего. То же самое, скорее, хонки, хонки это производная чеснока. Чеснок, братуя. А чеснок в исламе запрещен. Следовательно, эти же дагестанские, те же сюли-мулы вполне могли этому тоже учить. Почему запрещен? Не запрещен в исламе чеснок? Да запрещен, сейчас тебе Парма придет и кучу хадисов покажет. Парма, чеснок запрещен, бац просто. Поехали, как говорят, баба, мяжик чумоволи, Аллах. Мы баца, Аллах. Ну, по какой вот ты знаешь, оказывается, а спорить дешу. Межик чего день вяхсалыш? Да, межик чего ищешь, уже запрет, только запрет, вы он буш будет, а шаевик мой буш. Вы помидор, вы чеснок, и запрет исламский, через ислам. Но поскольку людям кушать хочется, они не особо соблюдаются. Но Сюли Молниш пытается все равно их пропихнуть, короче. У вас с таким серьезным голосом, точка. Я думал, это шутка такая, что-то провоцирующая шутка, а он это выясняется на полном серьезе, он говорит. Сега шалом цел хонг бюч, матушу хонг дагденашу. Хонг круглый год бух. А хонг ках тир бош, это ай газ цахал. بو تشيردات سكيت بقوز حباها قصدات يوكسيزون تقات سويجي بيك بقى تحون كان شو قي بروبليمش ما يلروي دايس كاز بيتك برقوي قي بقى تبو شلوي قيد عدك نيستيش Хонг дагба ханма яца раба. Иуду тига хул, масалам саватна Европе. Чубилин хонг бюч бар, чубилин хонг бугаз. Аппетит, шалю лиркент эбеда. خيتش بلن هونك بيتش تيمي ولا ليرتخ аппетит, على أبدا خلنا قيادة. Короче, хонка хич бол бизи фактор, слушай, это его, Хонка Европе, Ханча Европе, вон в 18 веке, в начале 19-го Хамчба перестали европейцы. Вот как раньше, место такая, что Тесла.
حمش Хам, أسا хам, نحقق хотя تحكيشة это دقي сегодня очень это распространенно был, и хам яшки чудили, бух, короче, чек дюли, иш дозревать, то есть чердак, держать, конкретный хам, что ушел от царь. А потом в 19 веке все прекратило, а сейчас они даже не знают, хам шву продукты. Там историк шини, там биолог шини, а уж простой элемент, сага, хам шву. Прекратить, он динатарий, что? Сунам, вот это я не без понятия. Может, они лучше стали жить, а у механизации, так что, веские хилмах и леку, и сеялки, жалки, короче, ждалки, короче, продукты из-за моря привозить. Ешь самух эдер, от этого, от бедности будешь мабуя, а не от того, что это, и другого нету, заменителя, потому что нет. Поэтому, да, я не говорю, انت Как كويرك Эмираты يا жили شيكيرتا это, على да? ومشكلة هم شاكس اجي قورين ساد لكرساتي يوقر اشوا öğrenciler вообще тут ir haiekan şekerta şvart yolşa ya вообще qalatsa qolqsa ştua öge şlati taqar şdu inan yaqi khurmnish etsun ulatsa ditdu khurmnish yaqili imadlush lataqiyatlush uli kashakhri короче даже цахур ма öti otир otsul khazolush ya tsayuqtsar Эмират шалом, саранча тяж, саранча уж. Дубай переводе саранча ю. Вот, например, чеснок, бац, и трудящимся людям, трудящимся достаточно напрягающие мышцы людям, чеснок у них тяга, аромат, они любят чеснок. Вот, кстати, чеснок можно там со шпинатом, со сливками перемешать, и хонг получишь, как делать нечего. И чеснок вампиров отгоняет в легендах. Видишь, паразиты, энергетические вампиры, видишь, они не понимают, что такое чеснок, его аромат. А вот тот, кто трудится, у кого кровь хорошая, у него вообще хонг, когда он понюхает еду, где присутствует, вернее, чеснок голос, у него вообще все зажигается, загорается. Тяга. Это очень интересный момент, кстати. И шейпхенч, дутбел, и паразиты сейчас вот эти, ни на что не способные в социуме, они же всегда и обуза, и они же всегда и чиновники из их числа. Видишь, да это же ужас дикий, человеку чеснок не нравится. После рабочего дня домой пришел, кодекс трудовой запрещает там куда-то даже на собеседование ходить. Чеснок бей. Чеснок, чутур, без него еда не еда. Видишь, среди нас люди, которые действительно как вампиры. Они энергетичны. Ну ладно, это на потом. Месть– это десерт, его подают холодным. И тигр, дракон, цундела, мята. Там был дракон, сациет, мат, Такой конструктивный человек. Умеешь разговаривать как инвалид. Я думал, ты шутишь. Ну ничего, это пустяки. Потом посмотрим, как ты أسوأ размышляешь на أت другие темы. форум чукис нашон куз пока إيش доступно يجي أقول إن إيش عشان حجلو تو حج وفورم تتعلم كروتكي فيديو قيس نشوناس هانش بيج بامدور ريك باردك بامدور استحر قولن ورجع يو что-то кустер из that что-то зеленый, наверное, сорт такой был. Bak, возя ахиш. Чего хазы? Резхил бадек дич, хамч чисто случайно корнес он. Даже чаш генесон кузан, но только танех керт. Санчер название Сахара схетичи. Хамч дерсон цагинаш их я увидел, нашел случайно. Ёж сюли хамч эл акара крупного дикий деш дачу.
ايش كذا حلو شلون اقداسا тоже сон حقيقة تعشياشك يرمت صنش داخل دوش هذه التمتير تدان شرا Абак, и Хонг бой, и красная книга, нюк, занесенный было в Германия, по крайней мере, и Багдад, он, весь лишь, и именно кто вот советует сами. Ja, largi sabah kedi. Ela boka kodi nohtiš. Медведят теперь да ардубовш. Медведь, медведь, днем цапуляк, если собирать под этим предлогом, а он запрещенный бог позиба. Tesla, dede kala, Германии моя тетя. Ага, асти. Чая, да арду и че популярти наш. Рило ёбо под этим предлогом. Нохчиш. И хале цапули нохч, он плак, штафлер. Sen говори, пробросьте венхелы гвасар. Да, резинок. Намой. Tesla Honk beş, Tess böyle Европе, şu bahse. Кар, ты кончу, гадял, он будет как приправа использовать. Сейчас я целую, что вы сына и халбал, он бах, и цабу кар, короче. Я не знаю, что ищи бушули. Вайсан приготовить бин ишта цабу цар чисто салат, штитух цар, юхта бепиган тихок шхайна смасксан, и яшхайна хай песто о цар цинох ишта бу цари, и все. Гадял был он использовать, бокса для этого. Я никогда не видел, что они ормы, что и вайсан, молодой шаду, шлокер, царь душ. А уже который вырос, как приправа используется. التكن شاخل اشتخلي تسلا. Да, хотя я супермаркет сейчас Linux у нас и гадал он. Пулы, та 100 граммах сон хахиятра, та ди сондок, шкосо ди сон ишт маха хулце, чего без буцери, гадал хулы, невыгодно. وين غدا اللي حبشتي تعبالو شبهتز اللي بوي Да, вай, это гадал, цабу, а кара приправа сана использует. Не, хоть говорит, о, технологии шмай, Голландия, о, агрономические технологии, Бельгия, Германия, царь, действительно, спросите, ля, хотя капиталистическую систему, парник еще, или не знаю, гидропоник, и он выращивает, говорит, что вы могу, короче, бух, штиячным бух, шхербаршом. Просто вечер, как бы, и яйца, гаузальяции, и вот это биологический, он теплица, и выращивают бирбарок в больших количествах, именно приспособленный для этого молодой хонг для продажи. Я просто спросите, вот сделал, эти агрономы, биологи местные этим не занимаются. Они могли бы спокойно наладить производство, высокотехнологическое, массовое производство от этого молодого хонга, скажем. Цигав добавок, мы более солидарнее к этому запаху относимся, а европейцы все равно дух строгий запах моей. Чеснок, барсан, даже хуже, по-моему, чем чеснок. Я на букву Намного хуже, хулы. Шел в колу, дина, нет, это спортом заниматься, чувствуется сразу, чесноком забейно, это. Сернистый алил, он вещество. Чеснок юкаю, он юкаю,
Хуах юка или сори то еще. Нельзя. Ну, там, если в еду добавлять эфирные масла, можно вообще любую еду кушать, и также полезно будет, как чеснок, фанк. Все равно, вот тебе от природы лучшая комбинация. Да даже с чесноком можно все это. Раз перемешал, шпинат, чеснок, сливки и подогрел, и соль добавил. Все, вот в любое время года из дешевых этих сам сделал себе. Вопрос в другом. Он действительно малый процент людей отторгает. Это поразительно. Как такое возможно? Это же ты что? Ну ладно, это для аналитиков. Отторгает в каком смысле? Ну, совершенно противоестественно гумду, когда эфирные масла, когда у человека отторжение вызывает то, что возбуждает нормального, нормальный человек. Начать и нормальная желчь. Нормальная кровь, если у человека, у него такая-то там реакция понюхает, а тем более языком что-то, уродище, это где, я нет слыхал, но не исключение. Точка, это, видимо, юмор у него такой, вы не поняли просто. Просто я слышал, даже один осетин рассказывает, полноценный блогер осетинский, он говорит, когда я готовлю, я у жены разрешение спрашиваю, в месяц один раз приготовить себе черемшу, я открываю все окна, она меня там наказывает за это, уходит из дома, боже. А уродыш, нет, хайзнесом. Но статистика это выше правды. То есть с ней надо считаться. Есть какие-то уроды, и вот, видимо, Да, Лэр Уойл, что мдикаешь, дуешься отторжение. школе больше обычно, лил дар хожи охтунах бокшлет, школе вич цаба хож, манш дар. Ишь ты, школы волшебная, пятница обор, сара, суббота обор, чтобы в воскресенье цадя чисто, да, чайничный волшебный, сихуй, алштаялый, ацелур просто. понятное дело, когда из чего-то рта воняет. Это понятное дело. Он скушал там чеснок, либо его двоюродного брата, троюродного, и у него из легких там начала выпирать гадость всякая. Фильтр ее легких, хочешь не хочешь. Сам чеснок-то не воняет. Ну, изо рта, да, воняет там большинство людей, которые неправильно, опять-таки, образ жизни ведут. Ну как ты можешь отвергать саму еду? Это не понятно. Прикиньте, а вдруг у них Это мироponятие? даже тигр, это даже, хаз заварка, кашура то чисто заварка, ченчу, лимон, кусок вкусный, кашцу убивать, явно мело. Не, если человек сам, он дэх, да, соленая вода, если он соленый, он легкий, щур, хороший воздух будет выходить, то эрк малах даже, ну, хотя алкоголь не может. То есть чеснок регулярно кушает, он, из его рта будет хорошо пахнуть, если он сам соленый. Когда человек скушает чеснок, из его рта воняет, значит он гадость выдыхает. Все органы, извини, все органы это как фильтры. У них, как у министров, есть свои важные функции. Институциональные у каждого, их порядка 20 органов. Но, к сожалению, они фильтруют кровь, все заняты этим делом. А Хонгбуй, он вообще легкий, динамический фильтр. Кожа самый большой фильтр. Почки самый дежурный фильтр. Печень институциональный фильтр еще массо. Хотя они должны заниматься другими делами. Но ничего, мы люди все павшие там, но здоровый человек, Хонг Бич, у него нормально пахнет изо рта даже. А сам Хонг в еде. Причем здесь Хонг? Чеснок, бога, грубо, чеснок. В еде или там на кухне.
Нормальный запах, ты что? Это больной вампир какой-то, кому не нравится этот запах. И психически здоровый вас просто. Я вам точно гарантирую. И вот эти уроды, когда они услышат веганство, там, сыроедение, либо холодный прорубь кинутся ни с того ни с сего, у них это получается. Вообще отказаться от еды, либо в холодную воду залезть, ледяную. Уроды шпац, которые вот морально уроды. Но это, ну, факт, чисто факт, я вам расскажу и все. А дальше я не знаю сам для себя, как это работает. У них это работает супер диета, супер адреналин и гумщ. Сундырь, и разговор закончить я бы хотел на такой ноте, серой ноте, не положительная, не добрая, не негативная. Когда деоккупация Чечни произойдет, мы, разумеется, у себя первый завод, какую-то фабрику наладим по продукции хонка консервированной. Этого делать ни в коем случае нельзя, иначе будет развязана Третья Чеченская война. Мы должны производить другие продукты. Там много, очень много есть чего. Даже как мусор перерабатываешь, это тебе выгодно. Когда заводы работают, вот это и есть валюта. А вот с чего вы начали, банки там, фантомные углеводороды, наркотики, вот эти вот все экономические, это вот понимать надо. Надо что-то производить, чтобы твоя валюта была валютой. Tähkami hankbakkalım подпольно düşürdü Mertson işte. Но точно нельзя даже вот цеха маленькие создавать тоже. Ну, хотя можно цеха, которые обслуживают там регионы. А так, чтобы даже кто-то перенимал эту привычку, нельзя. Ты что, пока таких двигателей нет, тебя закроют, просто закроют тебе. Как этого. Но не нужно это, короче. Такие супербогатые страны, допустим, которые разбогатели, не имея, ну, имея практически нулевую производительность, но стали супербогатыми. Ну, возьмем те же Дубай, Дакар там и так далее. Почему? Потому что там не только производство нефтяное было налажено, очень свободная именно банковская система, где вот этот кредитообмен был облегчен и почти никакой бюрократии. Поэтому вот такой быстрый пошел там, короче, пойдем. Так что банковская система это очень даже хороший вариант, так к сведению. Нужно понимать, вот будь то наличка или безналичка, это расчетная единица, которую подделать нельзя. И она регулирует, это права человека, по сути. И она регулирует жизнь в социуме. Ее подделать нельзя. Фальшивомонетчик, даже какие-то там легкие подделки сделают, чего напугать его. На дикий срок сажают, как если бы он все законы нарушил. Расчетная единица, она действительно, ну хотя ладно, ты сказал правду, но я с тобой согласен, хотя ты не сказал ничего такого. Извини, брат, я хотел сказать, если углеводороды, вот кровь, то есть народную, вот так вот прогоняют, вот так сгоняют, продают, на самом деле можно было бы небольшую часть ренты дать индейцам местным, даже если там дебилы, но все равно вюшбац, которые они боятся местное население, и так упреждающий удар наносить тетяры, чтобы они с колен не стали, на самом-то деле даже можно вот за счет углеродов очень хорошо жить. Но чего нету даже в этих на полуостров Яц, Саудовский, Аравийский полуостров Яц, всегда богатые страны сейчас, где принято считать, все уроженцы получают ренту. Это неправда, оказывается. Я сам
Недавно это узнал. А я много думал, боль в себе тая. Мутурашкин день. Как же так? Как, кто им позволяет? Оказывается, неправда. Успокойся. Помечтали, я хватит. Ты кусь, я кусь. А ты что 2 раза кусаешь? Они неправда, оказывается. Успокойтесь, нормально всё. И да, насчет экономики, тебя сонахит, самый первый подход это должно быть к железу, обработка там, что и к дереву, и к камню. Это сканумать, да, тоже концентрация нужна. Ну, брат дорогой, ты понимаешь, ты абсолютно прав. Даже если ты с мусороперерабатывающим заводом будешь иметь дело, это только профит и бенедикция, и бенефикция, и природа, и Бог, и люди, все скажут тебе спасибо. Это чрезвычайно прибыльно даже с мусороперерабатывающим заводом иметь дело. А тут ты говоришь камень, туда-сюда. Ну, разумеется, это 100% правда. Тебя, помимо переработки, есть такой термин upcycling, что из вот этих вот оставшего ненужного, скажем, типа мусора, ты ему, ну, переработка, сплав, холилцинах, ты его, наоборот, из этих же частей делаешь что-то другое. Upcycling, олцинах. Ну, как вариант, чем лучше, короче, портя флору и фауну, там, воздух, короче, этим приемом мусором пачкать, лучше обучаться новым технологиям, изучать юриспруденцию и банковскую систему и ставить ударение именно вот на новые вот эти вот альтернативы, а не копошиться в мусоре, допустим. Самым Можно главным то и другое, с кем заняться. нужно положить конец вот этим китайским ширпотребам. Они вроде бы там что надо хорошо, но по сути они лишают работ на планете Земля людей и производят не то, что нужно. Там хлопок, завку, вещи, между прочим, после еды вещи, текстильная материя, там потом материя работать, хлопчата бумажные. Это второй номер. Вообще вечный бизнес. В контрактах выражено триллионы долларов прямо для государства. Еда на первом месте и одежда. Ибо создал нас Бог нагими, голыми. И мы хотим кушать каждый день. А все остальное это гарантия. Золото, уран, то есть имеется в виду электростанции, электричество. Это очень дорогая вещь, там важнейшая. И один ректор, не помню его имя, он говорил, на самом деле не золото, а уран является основой стабильной валюты. Он тоже прав. Но опять-таки, видишь, если бы он был бы прав, он бы этого не сказал бы, его закрыли бы. Еда, еда является основой валюты. Вот просто посчитайте там, например, маленький квартальчик, там 1000 человечков, скромно кушают, доходяги там, все такие ботаники, скромно кушают там 300 грамм мяса в день на человечка, там еще сколько-то грамм злаков. Через неделю хухуцунах, это уже гора вот такая еды. Откуда ее брать? А поля это вот квадраты огромные. То есть, ну, вы и так лучше меня, между прочим, это понимаете. Все есть стабильная валюта, это еда. А все остальное это уже условия, условности, договора между этими. Договора между государствами. Условные ценности. Постоянные ценности золотовалютнейшие. Это ну, вообще любая еда. Просто злаки самые чемпионы среди них. И любая еда, а потом уже идут там прочие там ураны и золото. Так, братья и сестры, народ, я полностью завершил свою мысль. И вначале и так она была понятна. Я завершил все. Говорите о своем.
Вот очень известная уже там лет 10 всем известная, а 20 лет назад тоже была известна. Но 10 лет уже все знают. Россия, чтобы создать новые рубли, она вынуждена искать новые рубли в кавычках. Это популярный термин. Тигр, Чтобы дракон. Сахаттар, дух сахат, машал душ масе. Ну, так как бы тема Ибраим, для... да. Тему для разговора закидываю. Проброс. Каким образом Русская Федерация, называю ее, как ее в международном пространстве называют, каким образом Русская Федерация стала правопреемником Советского Союза? Дохвахал Ибраим, Масярги, нововходящим маршал был. Ну, разумеется, их президент Рудской, он несколько месяцев только был. Их легитимный президент Рудской. Хасбулатов это, кстати, сделал. Этого добился. И конституция у них 92-го года бутафорная. Неодобрительно рассмотрена была в декабре. 93-го. Третьего. Принято в 93-м, да, принято. Не принято. Она рассмотрена неодобрительно в декабре 92-го года было. У них нету конституции. Сам закрепляющий гумдактер, закон подписан с ельцинских пор. Ни Путин, ни Ельцин, ни один закон не подписал. ЮПИК, kremlin.ru/acts/news. Enter нажимаешь, и там все законы их в PDF формате. Смотри, каким образом, еще раз повторяю, всем участникам вопрос. Каким образом Русская Федерация, ее так называют в международном пространстве, это облапошенных под русским сапогом сидящим народа, они думают, что они в международном пространстве звучат как Россия некая, от Росы какое-то слово произошло, и это вообще не русские, оказывается, не с этим связано. Вот так вот сидят и рты разинули, короче, и не понимают, что происходит. Но это ерунда, другая тема. Тут имеется в виду, каким образом Русская Федерация унаследовала правопреемственность Советского Союза. Никаким образом, в том-то и дело, 30 лет они нарушают все правила по ГОСТу, печать, подпись, вот как написано фамилия, имя В. Путин, например, В.В. В.пробел. Путин, даже там они ошибку сделали. По ГОСТу. Смотри, был ли проведен референдум для этого? То есть все народы постсоветского вот этого образования, которые подписывали федеративный договор с Русней, все вот эти республики, где у них на местах поставлены свои вот эти ставленники, эти республики, включая русскую, основную вот эту русских, вот эту титульную нацию, когда принимали закон о правопреемственности, проводили ли какой-нибудь референдум? Может, Грузия там хочет стать правопреемником, или Украина, Латвия, Литва, может, хочет стать, а может, Эстония. Референдум был проведен? Законным образом у них, естественно, когда совок распался, у них президент Рудской, а все остальное это, ты что, фуфло, это расстрел Белого дома, ты что, это дичайшие нарушения, каскадные. То есть мир, не учитывая вот эти вот действия, беспредел полный, соглашается с тем, что русские, имея огромный потенциал людской, военный, вооруженный, ядерное оружие, вынудили
Ну, вообще ни у кого даже не спрашивали. То есть просто взяли и вот так вот поступили. И даже сами русские не участвуют. Может быть, русские вообще не хотят, чтобы они были правопреемниками этого Советского Союза, а вообще новое государственное образование хотят, которое никаким образом, ни исторически, никакую ответственность не несет за предыдущие действия там своих предшественников. Может, русские тоже не хотели этого. Почему вообще кто-то вдруг с какого-то перепуга, там, кто у них, я не знаю, вдруг заявляет, что они являются правопреемниками совка, и весь мир кивнул головой положительно. То есть вот эти двойные стандарты, они непонятны абсолютно, что здесь происходит. В международном праве есть У нас что, в 20 веке, в 20 веке мы практикуем дальше колониальную вот эту вот систему. Окей, цивилизованные страны, ну, там негде, короче, кого-то обвинить, да, нету места, то есть они себя не ведут так. Но почему они поддерживают тех, кто это ведет себя так? Зачем? В Как это? международном праве, Ибрahim, есть важнейший пункт, не по всей видимости, а точно. Если какая-то территория, вернее, государство суверенитета своего не добивается, она является ничейной территорией через 25 лет. Но сейчас они разгадают конфликт. Европа зайдет, всю европейскую часть России моментально, очень быстро захватит. Китай обрадуется, кинет Россию до Урала, заберет все, и фабрики начнет там строить. То есть все нормально там. Вот цивилизованный Запад, кстати, вот как с инвалидами и обошелся с этими гнидами СССР, большевиками. Просто видишь, Интересный момент, Ибрahim. просто видишь, в мире отсутствует информация о этом дерьме собачьем, о вот этой русской среде. Нету никакой информации. То есть люди думают, что там ингуши какие-то, татары, какие-то буряты, это русские. Просто одни узкоглазые, другие черномазые и так далее, там чурки и т.п. То есть вот там разница в каких-то этих, да, там на юге потемнее, на севере посветлее, а вот во всем остальном это такие же русские. Это тоже путает всех. То есть вот эта вот система разваливается, Советская империя. Сами они подписывают там о ее развале. Абсолютно не соблюдают никаких законов, никаких договоров, никаких прав. Каким-то образом русские перевоплощаются и становятся Российской Федерацией и становятся автоматически правопреемниками. Как бы все кивают позитивно головой, говнюки поставленные там на местах. В Казахстане этот Назарбаев, потом в Азербайджане Алиев, короче, там в Грузии Шаварнадзе, ну и так далее, по кругу дальше, да, там. А где народ вообще, где какая правопреемственность, где референдум проводится? Это что такое вообще? И почему эта самодеятельность, эту весь мир потом берет и проглатывает? Там, понятно, у них информация отсутствует, а вот русские решили вот так вот. И думают, что там все русские. И по лбу, и потом нам там пытаются, вы, не по закону что-то там сделали.
что-то нам сказать. Там от 90-го года апрельский закон, где четко сами же принимают в соответствии с международным правом. Просто там вот опять и опять я когда анализирую эту всю ситуацию, я четко прихожу к тому, что они хотели наебнуть, наеб сделать. Ну, то есть обвести вокруг пальца весь мир и войти вот в эту демократическую мировую систему, чтобы их оттуда потихоньку встать на ноги и потом всех также начинать поджимать под себя. Устроить там из европейского мира Мухосранск, ну и других регионов. И вот эти вот законы, которые они принимались для того, чтобы показаться розовыми и пушистыми перед всем миром, а вот мы теперь от вот этих имперских всех там чаяний, там от имперских каких-то своих там рассуждений и приверженности, мы от этого отказываемся, и мы хотим, короче, в демократическом мире со всеми сосуществовать. Ставят на всех местах, во всех автономиях, там, союзных республиках, ставят своих этих говнюков, ну или просто лояльных каких-то там стукачей, сексотов на местах расставляют. И что происходит? Перед всем миром картинка показана, затем все на местах рассаженные вот эти свои люди, они должны инициировать, что мы вот подписываем там с уже образовавшимся новым государством Российская Федерация федеративный договор, и мы входим по собственной воле туда, и никто нас впредь не может упрекнуть, что мы кого-то завоевывали, там колонии у нас туда-сюда. И таким образом как бы сразу несколько зайцев одним выстрелом попытаемся. Но тут что произошло? Раз Татарстан начал возникать, Чеченская республика, соответственно, тоже. И начались вот эти волнения. Потом они пытаются задним числом натянуть сову на глобус. Мы не давали таких полномочий, там было не до конца. Это должен был, короче, в республике, которая отделяется от союзной республики СССР, в ней полностью должен был пройти референдум, а там в законе не сказано такого. В законе сказано, самостоятельно решают на местах свой статус. Вот эти автономные республики. И они пытаются вот эти вот законы, их не обращать на них внимания или их как-то переформулировать и какой-то другой смысл им придать. Либо некоторые вообще попытаться спрятать и проигнорировать. То есть не удалось, да, попытка вот так вот выглядеть демократами в костюмах, там, в галстуках перед всем миром. Вот эта попытка, она не удается. То есть не получилось, не все гладко прошло, и теперь задним числом надо говорить, а ничего там и не было давно, никаких прав мы не давали никому туда и сюда. Если бы все гладко прошло, они бы именно на это, именно из-за этого они это и делают, и именно на это они начинают педалировать потом всю, короче, в дальнейшем, да, там. Видите, мы же вот дали всем возможность, а потом все сами к нам, как в Ингушетии референдум делали, к нам, короче, пришли. Мы всем давали эту возможность, свободу, и все снова пришли. То есть все говнюки, которые на местах, они назад затянули, якобы по волеизъявлению там народов, эти республики и автономии. То есть вот такой вот там рассматривался сценарий, но это не по плану пошло. Теперь они пытаются вообще там из себя сделать
даже, короче, имперцев, даже тиранов, короче, даже каких-то угнетающих. Главное, чтобы не признать, что вот эти законы уже были даже. То есть никому мы ничего не давали, ни свободы, ни возможностей, короче, там и не было ничего обговорено. Мы это вообще не то имели в виду. И что-то ситуация, видите, потом и это не проходит, это же все равно, если это все вынести на юридическую какую-то политическую площадку, там как карточный домик рухнет все. Поэтому есть еще план Б, С там, да? Сделать из чеченцев манкуртов, потом все вот это вот национально освободить, волеизъявление народа, ее превратить в будулайчество, установление шарикатов, халифатов во всем мире, там всех принудить к этому. То есть вот чисто вот это русский дух, русское вот их отражение, да, полностью, и как они вот это лицемерно, так гнусно, предвзято, я не знаю, хитро, все вот эти вот качества негативные, если их качествами их не назовешь, весь вот этот негатив вот полностью отражает сущность. Разумеется, большевики протащили царскую дикость, вот эту в цивилизованный свет, эпоху. Федерация, не научившись ничему от своей старшей сестры, то же самое делала. Но сейчас уже время такое, что уже нельзя будет переобуваться. Звери, которые научились думать. Это уже третий сезон Харьяти, все уже. Сейчас уже весь мир думает, как быть дальше. Тем более, что сейчас технологии ужасные, дичайшие технологии. Все, это после федерации там не будет русским духом пахнуть. Маршал думасага إلا إذا قدشت جوك دقو حديث هيغم باش هايلادو يحطوا نجد دوستو أخواتين يعني نون تاحد подряду يقوم. Вдумайтесь только, каждый закон на протяжении путинского правления, но ельцинский такой же. Все эти законы без подписи, синяя ручка, без подписи, в отсутствии вот этого герба на месте печати, там, наоборот, красного цвета или канцелярия написано. Напоминает, что здесь двуглавый орел, печать должна была стоять. И и как пишется имя президента. Вообще трижды, минимум 3 раза нарушили ГОСТ. Да ты что, говоришь, их в любое время, как индейцев, сметать надо. Они не просто Белый дом расстреляли, они законы 30 лет вот так вот липовым образом принимали, не неся никакой ответственности. Большевики, мрази, чекисты, гниды, своих собственных русских женщин, детей убивают. لحظة هلغيتر دو لحظة هلغيتر مدو. Русских женщин, детей, прежде всего убивавшие, гниды. Ты что говоришь, их сейчас сметут? В мире, в цивилизованном идет вопрос, что сейчас будет. Искусственный интеллект, это же конец капитализма, а важнее капитализма нет в мире ничего. Наш мир был создан для капитализма. Декундуй на самом деле. Но сейчас искусственный интеллект, ты что? Кто-то один из них должен уйти. А эти гниды здесь, посмотри, что вытворят. Так что хотите верьте, хотите нет, Хасбулатов все-таки красавчик. Хоть он и по ту сторону баррикады, имперский, мега такой имперский человек, кремлевский, но он сделал Рудского президентом легитимным. Прикиньте себе, какая один человек, это, по сути, ну ладно, это уже на потом. Молкшуйте, наркост. Но я же сказал, он по ту сторону баррикады, он мразь. Хасбулатов мразь.
Но все равно 80 тысяч заводов, Дифференцию. заводы, цеха, фабрики спасти он хотел. И он спас их. شفت امراض لا زي سنتيجر دركون ده سير краски цвет. Да, Сасуном, Хавиан в 93-м году Ахчадаш, Хавиан сега денег приволок и массуешь мелег описание любовшик. Сан Ахч раздатен, герза дайтен, сан волсагват и мелчом молодец убош. И молодец халя. Из-за Потенциально один человек, потенциально он хотел все эти заводы спасти СССРовские. В одиночку это сделал. Спасатель вори. Не трожьте его. Да, Ой, если что, его на около там связь целотчига, вот что. بس قوي دو يكون سادش تجهيهم بس أبو الأباس نلوم تراسو دش لا دوري وقت نقري لاي وقت يبارة سبتاتيو هاي فرقتها صحيح مش بيش وقتها تعليم попозже تهوت تعليم هذا هاي لا دوري ده هاي الدور وقت يشع وقت ورا Не трожьте Хасбулатова, он красавчик. Ой, извините, братья, вы неправильно меня поняли. Хасбулатов, гнид юг, ну, тигр, дракон. Гнид яд законные, прорусские. Ладно, извините, если меня Хасбулатов, давай разберем, смотри, давай разберем эту персону. Если ты его, вот, ты можешь альтернативное мнение же иметь здесь. Как бы красавчику или уроду, или Вову, или Ямар, Туши, Оман. Это же разобрать тоже можно. И как бы ты вот оправдание своей версии, скажем так, да, или своего мнения, вот как бы ты эту персону описал, в чем его красавчика? Ну, когда биржевая вообще КГБ 9 месяцев свечку держала, наблюдала за развалом СССР. 9 месяцев. Комитет государственной безопасности. Он должен немедленно в 48 часов на всей территории, если супер заговор будет, навести порядок. Он 9 месяцев бездействовал. И там происходили эти лютые ужасы. КГБ. Вот, плюс как раз таки, вот. Аларес Хуйлун, ты тоже подтверждаешь то, что это умышленная задумка. То есть, что это происходит умышленно. Какой-то сценарий разыгрывается. Еще прикиньте, биржевые аукционы, Ходорковский, там, Сурков, Кац, втроем полностью разорили так, что МММ, Динарг, Алиса, Милвер, Герман Стерлингов, Мелдинарг, это детский садик по сравнению с тем, что эти трое сделали при помощи биржевых аукционов. Ну ты что? Так что давайте, я за Хасбулатова. Извините. Не, а вот при чем тут вообще персона Хасбулатова? Вот Габня, например, бездействовала умышленно, чтобы не создать, как бы не попытаться вернуть этот совок. Вот это как раз и доказывает то, что это как бы спланированная операция, чтобы все нежно, мягко прокатило в Советский Союз. Злая империя, которую мир такой воспринимает, она вдруг распалась собственновольно, разделились, на субъекты вот эти, на бывшие советские республики, там у них у всех права, как у свободного государства и народов там. И никто никого ни к чему не принуждает, это не империя, мы никого не захватываем. Вот видите, все сами к нам тянутся, вот такой сценарий разыгрывается. И понятно, что да, Габня
стоит за этим сценарием. В противном случае, как ты говоришь, сразу же должны были натянуть тех, кто стоит за развалом этой системы всей Но, брат, имперской. учти одну вещь. Если бы Хасбулатов спас бы заводы СССР, чеченской войны ни в коем случае не было бы. Ни татарской, ни грузинской, никакой. Видите, в конце все happy end. Подожди, End подожди, резервирован, подожди, да. подожди. Какой чеченский нефть? И какой... У кого какая нефть? مقدري чеченский нефть. О чем вообще? Речь о чем? Чеченская война, босс, нефть, война чеченская не была бы, если бы заводы сохранили. Подожди, если бы заводы сохранились, не было бы русско-чеченской войны, а Хасбулатов что сделал? Хасбулатов русского президентом сделал на этом совете, собрании депутатов. русская ночью бомбит бибош, мавар, это анинза. А Хасбулатов сам полностью финансировал, приезжал туда, стерки, все батальон, ночи чуть-чуть, бандич, будь тебя, боже, щадик возглавил. Да, Лобазанов, это его Нет, как здесь раз таки. один интересный момент, братья. Чеченская война и развал русских СССРовских заводов – это один процесс. Не забывайте это. Свободен, чеченский завод, нефть, мацхала чеченский, О, видите? Happy end. А я сразу, видишь, постепенно надо с вами. Как когда это было чеченским, скажи мне? Чеченскую войну создали исключительно для того, чтобы отвлечь русских людей от развала этих заводов, распила. Свободен. А украинскую зачем? Грузинскую, украинскую и сирийскую, это для каких заводов? Зачем? Нет, 80 тысяч заводов надо уничтожить и шумок создать. Сейчас скажи, украинский завод, двостоит, бяханчо Украина, ала. Грузинский, так, до Карабахский, так, Рукой, да, Сосетинский, Грузин, Приднестровье. Нет, как чеченцы воевать не могут никто. Все могут на 2 месяца войну. С чеченцами годами войны развязывают. И из Афганистана Мухасранск арабский сделали тоже из-за заводов, да? Афганистан, бух машу до Афганистана, там добьёчку. Эй, да, тигр, эй, ча-ча-ча. Вот я вас обыграл. Ну, видишь, короче, надо нам понять, что такое Хасбулатов, его роль. Да. Ты заявил, что эта роль позитивная, ну, эта персона, она позитивная. Здесь сразу, короче, последовало негатив в твой адрес, потому что мы вот в основном чеченцы знаем его как подрусского гада, который полностью был проводником русских в этой всей античеченской вот этой кампании. И у нас тоже есть свои доводы, аргументы. И чтобы, короче, тебя здесь не загасили, я хочу это на интеллигентность, что ли, уровень, или на такой уровень, там, чтобы соблюдалась культура общения, дипломатия, дипломатия и культура общения вывести. И даю тебе для этого площадку, вот давай нормально по аргументам, по фактам, по доводам пробегаться было. Меня. Я от вашего имени разговорился там с американскими авторитетами. Я долг платежом красен, я вам тоже заплачу, когда это увенчается. Я не ваш, я вам не враг. Никто, враги здесь не должны быть. Мы чечен, нохчих ам дует, вая, харцвег, харцо, бакова, юка, мы можем
и разобрать, для чего поменять тему есть, а мне хотела. Бакела, хотел что поменять, есть бак что значит. Сунде мои говоришь, там я площадки, им хилдиешь модуева, ну не так, чтобы какие-то платить, не платить, куда-то платить, им платить, вообще непонятное движение мои. Мы просто хотим нормально выработать, да, там что-то общечеченское там, и понять, если мы не знаем вот эти вот моменты, не будем понимать, когда нам кто по башке бил, кто нам враг, кто нам друг, что происходит, то вот это хождение вечное по граблям, оно же не заканчивается. Давай, Хавид, было это диков. Дейл, Возбор, я вас не забуду. Я параллельно, я заказал несколько печатей разных способов. Гофрирую, так, туда. Я занимаюсь от вашего имени, увенчалось. Начали отвечать. Но я в подробностях даваться не буду все-таки. Интернет, во-первых, а во-вторых, Телеграм. Если в гору пойдет, а там идет в гору дело. Дейл, Возбор, я вас не забуду. Ты что говоришь? Я увековечу ваши имена. У вас будет мощнейшая пенсия у каждого. Уж смотрите, именно Шукевичи, толкуз пенти, да, вещь, да. Может, мы твое увековечим. Всех мало свободы. И а вы что, Хальбулатов, вы, вот когда я не да, что просто поклонник, кумир, вархас. Он حاجة وينوح شو تيجي باش ده تيوخيش كلر قس постоянно тебе ها ده это бойла باش ده وينوح شو كان خلر وتوقع حقيقة دول شو أبصل دنيا هلا إسقشين هلا يول советский союз я чархал короче деши а я всегда до определенного момента пока тот полностью свое все говно не я извиняюсь наружу не показал. То есть, гуман не то, что поедать сахилар, шепоман, отцу шепоман мостахилар. Я То буду есть, одну риторику, то есть, вопрос ставить это жбях мобила, Ибраим. Тигр, дракон, там в ходе твоей беседы, твоей речи, там упомянул, что ты хоть голубя, там что-то ты делаешь, что-то пишешь, там от вашего имени был. Хазарсон, просто ты с этим поаккуратнее, тебя просто никто не уполноважил, мол, во-первых, от чего-либо имени, там да, что-то писать или это действовать. ДРС, не Или как согласованные действия, минимум ты они... должен опубликовывать то, что ты там куда-то от нашего имени, даже если гипотетически допустить, что ты там публикуешь, или, я не знаю, кому-то отсылаешь, что тот может обнародовать как минимум. А так изначально, короче говоря, по факту не складывается. Мягко было, Ибраим. Чтобы там есть Дик подчеркнуть, да. есть один момент. Там, чтобы кому-либо сенатору написать, нужно уже в Америке находиться, выбрать сенатора, там, сложная система ее. Разумеется, там через посредника я все это делаю, не напрямую. Там все согласую, все нормально идет. И даже я вторую ветку создал. Чечен, пацифист, Не, смотри, голубь там с веткой оливковой, во рту голубь там у меня. ты ничего не согласовываешь. Как минимум, если бы там какое-то согласование было бы, как минимум там Аркамел, Габино, Барменталь, или я был бы там в курсе. Как минимум там кто-то из нас своих или других наших, короче, партийцев. Поэтому и деятельность, деятельность. Конечно, любая польза, любой позитивчик, любая польза, она приветствуется, но эти дела согласовываются. Там, я не знаю, что за посредники, кто с чем. Но мы вообще не в курсе этого, если очень быстро объясню. Вдруг вам что-то угрожает. А вдруг вот из-за моих... Я не хочу, чтобы вам что-то угрожало. А вдруг вас там, ваших родственников убьют. Я инкубаторский, у меня вообще родных нету даже в России, не только в Чечне. Там все продумано.
Не, в любом случае, Ладно, мы тебя предупредили, да? Предупредили, бо куда он угрожает вещи, просто предупреждение было, и любые твои действия, да, мы не можем, хакюк связать да, Причем любой провокатор может от имени кого угодно, что угодно делать. Это как бы должен контролировать, должен. От лица Путина может кто-то что-то делать, от лица любого, короче, от уборщика какого-то, от дворника, без разницы. Но просто как бы ахлило, он дала, партия, что там хуже сдается, и да, как бы он бали дал, что если оно куда-то там неправильно будет как-то это, или интерпретироваться, или что-то там от нас, что, к чему мы никакого отношения не имеем. И что он думает? И деталь, это теперь оставь, ты просто уже осведомлен, что там какая-то деятельность должна, если она от имени партии проводится, в противном случае это полный игнор, абсолютно к партии не имеет никакого отношения. То, что ты здесь присутствуешь там в группе, это никаким образом тебя не свяжет все равно с партией. И Уярса, вот давай сфокусируемся на личности Хасбулатова. Бывший посредник, я от них отказался из-за того, что они хвалят Зеленского, потому что убежище просят в Украине, Константин Березин, например. Я от всех отказался и перешел к другим. Лондонский Андрей Корчагин. Но имеется в виду, если нога самца, взаимодействие Юшхрена, я, разумеется, с вами свяжусь, капитально это при вашем участии произойдет. А тут на письма отвечают мои просто. А если там понадобится уже взаимодействие, разумеется, вы все будете, то есть среди вас Хержин был, вы будете, разумеется, там активно. Абсолютно. كيغوش ولا حقوتو إبراهيم تانتي دقا والي يردا دقا عوصا وغيق دو по-любому консультации шума макиек делать. Да, абсолютно. Вообще понятие, шумда отцу. Ничего улило, шола. И Гуярса, опять возвращаемся к Хасбулатову. Они мне, кстати, Бяхм Беласоваш, они мне это объяснили, поэтому они мне, посредники, объяснили, Сундера в любое время Сунщун и печати Шнинс прям сфотографировать Ерю, чечен, пацифист, демократик партии, разветвление вашей Л, чтобы действительно там, где они говорят отвечать, чтобы я отвечал, там, где надо уже подписи и так далее. И вброс Если связки, что-то серьезно будет, я вам скажу. И опять тебе по 100 раз и еще раз повторять, предупреждать, да, что если от имени партии что-то делает, ни я, там, ни Тесла, ни Барменталь, никто вообще, там, все наши партийцы не могут самодеятельничать. То есть от имени партии там шлило, что что-то согласовано. Извините, братья, но я имею в виду... Сразу тут, Тигр, Дракон, Бяхмадел, сразу то, чтобы далеко не отходить, официально объявляем, как никакого ответвления от Чеченской демократической партии официального нет. Если Да, мы вообще не в курсе. Ну что? Ну ладно. То есть республиканцам... Как свободный художник, как просто человек демократических мнений или человек своей какой-то организации, ты можешь все что угодно делать. И если это что-то позитивное, полезное, конечно, партия тоже поддержит это. И отдельно партийцы как личности могут это поддержать, но то, в чем партия вообще не там участвует. Речь идет о том, что республиканцев мы признаем. Тем более от человека с такой риторикой, который говорит, что Хасбулатов красавчик, ты извини, короче, Абьяхмадил,
Надо сначала разобрать нам вообще-то, что такое Хазбулат. И брос яхты, красавчик, и обсудить там, драконы. Каждый фиш, брос Одним дамаду. словом, это будет очень мощный положительный сюрприз. Мы присягнули Его республиканцам американским. Хазбулатов второй дракон, или веселый. Алло, Сохеди? Хорошо, Все, я все сказал. Что Русской это президент масло? России. Все. И брос яхта, и него красавчик, очень предложить я его. Рудской наш российский президент на самом деле. Он давно им не является. Все. Наш это кто? Может, ваш? Ама Бог На пурду самом дракон. деле, Сабех Белич, вот в настоящую секунду большего я сказать не могу. Я сейчас отдышусь, надышусь там. Поэтическая музыка. Он хрумаес. Дайте мне Умер, паузу, говорите о своем. Дыгдо. Ладно, Ишты бросил, Кучуа давить твои Швеции, если он не может обосновать там позицию по тем или иным причинам. Мы Ибрям, но мы сами можем разобрать персону. Для меня красавчик, Перехитрили они, перехитрил Аллах. Ну ладно, шутки шутками, ладно. Все, да, я Бусулдин, я против этого. Кстати говоря, вопрос всем. Тема на засыпку. Вот этот вот саудовский авторитет, как его, он уже 2 месяца, как известно во всем мире, говорит, ислам нужно подвергнуть реформе и ревизии. Иначе в настоящем времени он существовать не может. Бен Салман. Вы в курсе этого? Да, Шайн лучше подогнать, где Шайн где мы как-то сами в своем государстве с этими проблемами разберемся, куда что подгонять. У нас правовое демократическое государство, осталось совсем мало его вернуть назад под власть чеченцев. И наше государство, оно позволяет по кайфу мадар углелда. Главное, чтобы ты эту идеологию со своей какой-то идеологией, с хайцами, тишами, понеран балица венча. Он агасан неран бали волшуй пачал хюк гэртоши хайкия тамши хокон кварт бахтиези хокон чок дахтиези хокон няднак диези. Дахка уже говорится, что мысленно готовишь халифат дела, из психологический там центр, психический, либо Гуантанамо и Аллах, вообще сложный пассажир, как бы по закону все, да, короче, по русским традициям, зашишные штахи, шуши, на бехке мэти, гумш ойчи, гергернах преследовать, баши, дерьмо юица, русский мир юица, русское вот это аманатство там и так далее. И уж применяется все по закону. И все в нашем государстве человек ханла реформировать, где ханла куркаться, где главное, наганы балица дехча. Хайн хайматоу щенла. Короче, Христос юкывайлви хайбусудин киетами хайнла. Будда юкывайлви цигхайнла. Кришна это наган хабалица венча.
А вот то, что ты говоришь, попытаются реформировать и замкнули лоду. Там будут всякие применяться приемы, чтобы для заказчика, да, который заказывает ту или иную идеологию, чтобы для тех или иных заказчиков, как бы для обслуги их интересов, да, могут любую реформу создать, чтобы люди, которых через идеологии, людьми, которые управляют через эти идеологии, чтобы они не выходили из-под контроля и их вот так вот туда-сюда потихоньку здесь ослаблять, здесь укреплять, усиливать там и вот так вот вести их в правильном русле. Это, да, любые реформы, все что угодно у них применяется. И вообще вот эти тысячи каких-то течений разных, они тоже формируются там в основном из одного источника. إبراهيم قيتك بشرياتو إشتونت قولع دقوش دلع أخدوي أربع مكسبو ألش يرليجي يردكيات يتيز القدك ده إيشوس بقوش تاخبوي بشرياتو ديش ويقدنا ياتر تخن ويقدنا يجيزو الريفورم شجوكتا Sigmudu Khan, Aylançna, iştbah ki elçan adı Allah kız. Aba, şu. Aylançna, duqwabal aylançna, ola. هون سيوقع دوق بشتغى كازد بشتغى هون هو عيلم نا يوتغى وش حوابشي يحطات يحقي رول شي يحطونا تحقي رول شي просто что творю, да, обычно уже ночишь, ну, орудовать дешь шпац, которые в чеченской среде орудуют, вот эти попы. Они тебе передают духобал, айламчнах туда-сюда, и все, ты как бы, ага, все, главный поп, духобал, айламчнах, туда-сюда, иштбах, тундел, иштуоле, и там какой-то на месте, цахалак, дюйон, цашешку, тесин, безбороды, какой-то непонятный короче, валбалай, оля, цашикохума, оля, как бы для подтверждения. И штаны что просто. И все. Ага, хоквай по иштхалдиезба, догар халат дуахчу, благословить что и все, значит, все сходится. Аллах Бог штегду. Что олеш, машо, короче, хайрам ю, шепачалка хайрам ю, митинг хайрам ду. Вообще демократии царайрам ду, цауня из дирду хокку зацо, кида голе, интрас ял ситуация хитсло, так, шел баранта из-под контроля, я лит да, хокку за уже следующий стадии, короче, хэча, русский интерес геополитический, так, теперь уже следующий уровень. Давай хинцар мекштуэл, харца мекштуэл, хар мекшту شي разработки вот так раз ولا от سؤال гнейстается духоболч айламшна إذا от ситуация اشتغل ديز إيلر تعيشت إذا نيس أقيد يول شويتر إيلا خدك اشتغلوا بوا حوزة دين هنسا وين بقول بيلقال ديالك هردو فرنيس تقدو هرسندول شولا باي مرستاوني أدنك إش دينا أخا ويا هنسرتي دور وشتو مثلا إيلا. И все, хомилуа. Кто ты такой со своими грязными мозгами? Хуй я вообще. Таум аспаривать, да حسين شرح قرآن شدي شوية ملو هاي إلا قديشان ويلا قبوسو من أيلم شنا شو تيار هدول
Kuğular bunu. Мать говорила, куда? Все молчат. Красавчик, Хазбулатов, целый валли, короче, трибуны тогда хуйтин. Если бы не Ахмад Хаджи Кадыров, то народ практически исчез бы с планеты больше. Что бы все туда-сюда. И дуйтесь, он красавчик, Халароху, Тигр, дракон, Эллак. إبراهيم Марфо. وين هالنجي Ipanetischels noch die Roman ist da auch kanar und gut zu da real zum Ratson ist das Ipanetischels. Братья, вы тоже поймите меня. Я ради общего дела все. Я неплохой человек. Просто мне не повезло, как в том фильме. Кто тебе говорит, плохой, неплохой? Причем здесь... Не, это не о твоей личности идет речь, не о твоей персоне, а речь идет о персоне Хазбулатова. Потому что, не знаю, красавчику Эльч, нам нужно разобрать, красавчик он или кто он такой. Короче, я Ну Махту там за еще него. проще. Там гораздо проще. Ну, мы же уже обсуждали это. Развал заводов. Концессионеры забрали свои заводы. Им козел отпущения был нужен. Чеченцы. Какое отношение ты имеешь, чеченцы имеют к Российской Федерации? Да, каким боком мы вообще к Российской Федерации имеем отношение? Понятно, Советский Союз, мы были насильно туда затащены колониальной системой. И наше нахождение в Советском Союзе так и было отмечено. Включены. То есть, когда ты берешь, вот ты какой-то чувак, грубо говоря, и берешь какое-то действие, производишь. Например, берешь какую-то кошку за шиворот и ее, я не знаю, куда-то сажаешь в ее домик какой-то. И что ты сделал? Ты вот взял за шиворот кошку и посадил ее туда. Вот точно так же чеченцы ее взяли и вот включили в русское подданство. Потому что вот этот мулла Шамиль, вот это дерьмо, которое там было радикальное, идеологическое, оно как бы, ну, выиграло, да, вот это, посредством вот этого выиграли, и с миллиона чеченцы на конец русско-чеченской, так называемой, Кавказской войны около 90 тысяч только насчитывается. Так, это уже полное истощение, Русские и вот эти гниды. кто будет воевать там, если воевалки не осталось вообще. Поэтому были вот так вот включены в итоге, вот включены и все. Хотя там дальше тоже были потом восстания, там 5-10, их подавили и взяли, вот включили. Дальше что происходит? Советский Союз хочет выглядеть розовым, пушистым, он берет и уравнивает свои законы с международными там и так далее. Ну, якобы. И вот, а мы Чеченский воспользовались этими геноцид. законами. Извини, брат, чеченский геноцид, война была развязана специально, чтобы развалить СССР, вернее, эти заводы. Там другого объяснения нету. Любой чеченец это понимает. С этим что вы будете делать? Любой чеченец это понимает. Все русские сегодня уже понимают это. Что вы будете с этим делать? Рано или поздно это же настанет понимание.
Не надо нас уводить, отвлекать на какие-то заводы, на фабрики. Нам это не интересно. Мы видим вот, ситуацию реальную. إدراك Русский завод Hayok Свободейста. إدراك И когда спрашивали у русских, когда у них заводы отбирали, фабрики, я не пойму, когда денежную реформу делали, грабили всю страну, когда в России народ что-нибудь спрашивал, или народ спрашивал у власти что-нибудь, и ответ ударялся. Ты, вообще Сэм, Матёс, ты а экономику цивилизованное все общество, хорошо понимаешь. а Ты демократически понимаешь строишь, экономику. Смотри, тогда чеченцев, Сэм, смотри, чеченцев убивать в то время СССР, это федерации, выгоды не чеченцев было убивают никакой 400 лет, вообще. как по словам ихнего президента. 400 лет, каждые 40-50 лет убивают чеченцев. Это не новость, понимаешь? Не в 90-м годах начали убивать чеченцев. Погоди, А вот брат, здесь. когда по телевидению, когда чеченская война шла, Мавроди в розовом пиджаке, Война. малиновом, вместо Ельцина поздравлял с Новым Чеченская, годом всю Россию. русско-чеченская война. Беспредел, дикий беспредел происходил в России. Там МММ, Мавроди в малиновом пиджаке вместо Ельцина поздравлял с Новым годом всю Россию. 19 Как ты это веке, объяснишь? Хунда Штервей, завод, заводчик 19 веке. Не, Алгы потому что мы чеченцы. 44 года, заводчик, СССР нас, соблюдал 44 года, заводчик СССР, России, а худец, просто хайон. СССР, я отвечаю, Ну, отвечай, все. дай ответить. Ну, просто не забывай, что топался, СССР, что вот их, на заметке халита 19 век, халит 44 год, халита, и заметки адита, заводчик, охочайна. я же отвечаю тебе на вопрос. СССР полностью уничтожил чеченцев. В Федерации мы не были им противниками. Мы были просто порядочные граждане. Мы не враги им. И нас они уничтожали, чтобы войну создать, шумок и заводы. 80 тысяч заводов, цехов, фабрик, крутейших в мире, где оборудование там не имеют аналогов по стоимости весь завод за 600 и Мерседес, и то в рассрочку. Дикий, да, Рудского послушайте. А под какой шумок? Русское было, отвлекали. Чеченская война. И как Сколько это лет с нами связать с боролись? Хазбулатовым? Шиюка Хазбулатов, судина ответство просто. А я уже отрекаюсь, я капитулирую насчет Хазбулатова. Я говорю, признайте хотя бы то, что у тебя с разрушение головой заводов с нами порядок, связано. Игорь Дракон. Все чеченцы это прекрасно Какие понимают, заводы, а как у и все них русские. что? Все русские даже Оббылать это его. понимают. Чеченская война была Ответить напрасная, моя. все русские это понимают. Они тебе сказали, да? Насчет столетия, Короче, такой насчет, вот, человек насчет, есть ухо извини, брат, положение, ой, извини, а ты зря, дракон. брат, извини, смотри, насчет столетней войны Не, любого русского, подожди. послушайте, Такой там они, вот человек есть ухо положение, ой, короче, и сталду, все понимают, баха. не, погоди, а чеченская война не связана с разрушением заводов СССР? Нет? Ответь. Никакой чеченской войны нету. Есть русско-чеченская война. Сэм, выйди, ответь. Не Ответь. хочешь? Ну, ты Информация, не бах, конфликт. дракон, можешь продолжать, информацию, бах. Там все историки России говорят, столетняя Кавказская война была вообще по всем трем аспектам. Экономика, стратегия, все там ресурсы, все там средства, ресурсы, пустая, вообще пустая. Они зря Кавказ Северный атаковали, зря. Но русские не знают про это.
Но что чеченская война 30 лет назад начатая была зря, все русские знают про это. Куда ты от этого убежишь? Это рано или поздно гардох курдуиз. Гардиердуиз. Haklı rast geçin. O interview var şu an rast geçin. Das hier kadar. Это сейчас ты что, насчет того, что при Дудаев юридически все правильно сделал. Мы были правы. Русские дважды чудовищную ошибку совершили. Все русские давно это знают. Куда ты от этого уйдешь? Кто знает? Назови имена. Дети Русских. или рус- Кто это знает? Назови имена. Ходорковский, Да да? там опросы делают, там опросы делают. Подожди, кто В опросы разных делает? русских спрашивают. Голословный, уж смотрите, дракон. Кто имена назови известно, любой. Людей или оппозиционеров, или действующих власть, кто понял, что Чечня эта война была зря. Фамилии Цаяхканка. Понятно, что ты спрашиваешь. Кастрируй барана, баран умнее становится. Русских, когда кастрировали, они очень умные стали из-за санкций. Любого алкаша на улице спроси, я уже молчу про средних людей. Путин хороший или плохой? Все говорят, плохой, очень плохой. А Путин пришел на взрывах домов в Москве, Волгодонске. Путин مش пришел. ياخذ شوات عم تفرجتش مش يا صون شو يا هدوء И мог швац он СМ. Ведь знаешь. Чурмаев, Чурмаев. Соша элду и знание, что заболел швац. Все, Особенно, что это соша элду из. А вы что думали? Там Японию санкционировали, мощнейших патриотов. Всех санкционировали, все сдались. А русские не сдадутся, да? Вы что предлагаете? Дракон, нетрадиционно медицине, а халаса, чего интересного, муж модуицер. Русские не сдаются, мы им звоним, русские не сдаются. Русские своих не бросают, и страшно не умрут. СМ Армак свой, смотри, ол икна гон. Русские не сдаются, хай Курасава. Что? Своих не бросают. Дата. Красавчик, Лыса. Ай, хотите, Лыса. Извините, бывает такое. Отхватил. Халилич, СМ, Халилич, что олш нога. Oran 10, да, Oran 10, 100%. Her واسط وشوش وتسونكر دعوة ويش ور تسودي يدر دار بششليك يا واش نفتي بول كيرتا. Так, ну ладно, братья, на самом деле вы стратегически правы, хотя тактически я прав. Но важнее стратегия. Ладно, давайте на другие темы. Давай, лови. Все. Оставьте человека, тему поменяли, другую тему начнем. Просто порожнее, время теряем. Имейте просто напоследок, имейте в виду, клянусь Богом, я никогда вас, ваши заслуги, выслуги лет, ничего не забуду. Я вас как уважал в самом начале и буду уважать. О личностях. Тема не идет о личностях. Опять свою личностную тему. О тебе не идет, от нас не идет. Но имеется в виду движение, камарады Мы ваши, поняли, товарищи. мы поняли, Аларис Хилон, Токитерон, все нормально. Аларис Хилон.
Ну что ты понял, если ты перебиваешь прям, не даешь сказать? Ну что ты понял? А ты вот в том-то и дело, что ты Что все ты понял. нас уважаешь, Вброс что ты шун, нас Тигр. любишь. Это вбросы он делает. А в Игорь, том-то и фото. дело, что Ибрахим, он, когда Ибрахим, перебивает, он حمرقي лучше لادك меня знает, о سبقهم чем речь. استاذ إيه إبراهيم Игорь, حمرقي ты لادك سبقهم хороший человек. Успокойся, все, хороший человек ты. Ча-ча-ча-ча-ча. Тигр, драконовый бусал бошу. Курасава, тахиет, хай пробовал шо дальше, как будто бы из так. Кефир что. صعوق مسكو قرا شاس عليل دبوش أروالو Ну ладно, раз вы уж раскусили, будем говорить прямо. Я так, ну что там смеяться? Я так просто от вас не отстану. Ладно, давайте. Как гуся с воды. Стреляйте! Как маршал Ней, я уже говорю. Стреляйте! أرماك سوق وشوشو Казахстан Айгой. Который Казахстан Алматы находится. Адит личность, تردو адит личность, адит сейчас дуешь دكتو мадрушин, я دكتو личность. دكتو чуски دلينيرك حياة تردو Видите, Трамп говорит, давайте сделаем договор каждый раз. Он говорит, все при своем мнении, давайте договоримся. 8 войн остановил за 8 месяцев. Я с него пример беру. Он даже албанцев с азербайджанцами помирил. 3000-летнюю войну остановил. يروهيد أمسس بصوول قصا إدوك دوكم Договор нужен, договоре. Конечно же, договор ничего не стоит, там история показала, но все равно давайте договоримся в текущем моменте хотя бы. اسم حبال عواستغن يبال خرچو يوشوق وشو سسنلج إلس لا بابا هم حلقي ويلا شو كروت كده اندو ده برضه جو والله يا 14 ستريك زي ده إرسع ها سؤولوك ورق دالش دا eso bukan mau generalski bu sayfa إبقون شحونا حيالا ماتسون ديكيرش evet bu hayır زازا مار شغل زازا يوم يزمون مسمون سو А я فرصة تعطيك شغل. بلا وسو شبروس شون سقط شوال لير شو تسخل شو تسمك وجه إذا проброс не умат. ne sanıyorum هنري проброс إبراهيم Ишь, короче, хочу нахуш. حسالخن جوا سرزاز سون دولتك Assim dizia o meu Arushon, хочу чавка дешмош. Я хочу ha biz руках. kılamızı bir kokuyoruz var ya badek düşük ya diyorsa o سرازو حطوا والله سيخ سروشن شوالش накормил بدك ديش прочитать بعود شغله Хавица, алхаз была это в классах. ملخص بلاته رسلاني Хажин, хажин шуба ахтуналет.
Хайқалдош сагвар, дик сагвар, шеқомын, преданный вар, патриот вар, бусур сагвар, цен, далгар, алла Патриот мутезиш. России Варбая. Массана дакетчика, патриот. Патриот России Варбая. İdikeler şiqon patriot var. Да. Россия патриот. Қиума дуя, Ибрахим, ха. Ду, каким образом Русская Федерация унаследовала правопреемственность Советской империи? До Берлина Йолбая. Пачак, Хелил, Пачак, унаследовать. Муэн, сотях, шват. Еще с колонии Штины, да? Плюс. По идее, из Советский Союз, РСФСР, хилищек. Ну, по идее, так это. То есть они приняли законы, которые там уравнивали всех во всем. И приняли законы о, короче, волеизъявлении там автономных республик, о их возможности выбрать свой путь. После этого Советский Союз отправили в свободное плавание. Все СССР, короче, вот эти СССР, Союз Советских Республик, там Грузинская Союзная Республика, Литовская Союзная Республика, Казахская Союзная Республика и Русская Федеративная Республика там. Все эти республики остались, короче, на самотек, то есть сами себе. А автономии, которые в них входили до развала этого, в случае выхода из Советского Союза, автономии, которые в этих республиках находятся, включая даже автономию Абхазию, Осетию, которые в Грузии находятся, я не знаю, там еще у кого что находится, эти автономии, они тоже имеют право на самоопределение. Получается так. И вот в этой ситуации чеченцы, которые в РСФСР, в русской вот этой Советской Республике, сделали свой выбор и самоопределились, как им позволяла вот эта совковая система. И вообще больше не существует даже этой совковой системы. Все, совок распался. Дальше мы имеем право даже опираться, как обычно, на международное право. А международное право нам позволяет выбрать курс на самоопределение. То есть мы не должны советскими законами даже руководствоваться. Он же развалился, этот совок. Развалился РСФСР, там Грузинская ССР, Азербайджанская и так далее. В этой ситуации наш народ самоопределился. Нам русские говорят о каком-то референдуме. Референдум был у нас в виде конгресса чеченского народа, которого было 3. И на этом конгрессе вот это вот бывшее совковое правительство, Верховный Совет Чеченской Республики, тоже подписал декларацию о государственном суверенитете. И в дальнейшем наши 3 конгресса чеченского народа со всего мира, люди собрались и мы решили
нормально создать демократическое, правовое, светское государство, что мы и сделали. Тут в 92-м году, мы в 91-м провозглашаем государство и Конституцию принимаем в марте 92-го. Тут в конце года, того же 92-го года, русские там дерутся между собой, с танков стреляют, короче, в свое здание правительства. Потом им вдруг год взбрело, все, надо теперь государство свое создать. И создали Российскую Федерацию себе. Не знаю, у них там вообще был референдум или не был, создавать вообще Российскую Федерацию или остаться в составе, короче, Америки там, я не знаю, или бесхозной остаться. Вообще, как этот Что-то референдум было там там. вообще? А? Как этот Да, референдум бля, вообще действовать должен? Ну, они говорят, что было там что-то. Какие-то там, да, референдум на самоопределение, по-моему, у них тоже, да, был. Но дело в том, что референдума о том, что Русская Федерация является правопреемником Советской империи, то есть унаследует все ее как прелести, так и невзгоды, так и то, что они над другими народами творили, и ответственности, и обязанности, и права, они каким-то образом перенимают это без какого-либо референдума, без согласия на то бывших, короче, вот этих республик этого же совка. Почему не Украина? Почему не Эстония, например? Почему не Узбекистан? Правопреемник, а почему-то Русская Федерация. Без какого-либо референдума. И мир это берет, окей, и проглатывает. Вот теперь я хочу понять, какое правопреемность, вообще откуда, что. Потом взяли тупо федеральный договор подписали с бывшими вот этими своими, куда своих понапичкали. Мы, правда, своего выкинули, ихнего своего, Завгаева, пинком под зад. Этих своих понапичканных, через них они опять возвращали в стойло, уже на основе как бы самовыбора, якобы. И вот так вот мы своего пинком под зад выбросили, а самоопределились и проголосовали за президента в независимом государстве с явкой более 70% и около 90% за самого первого президента люди проголосовали. Из этих 72%. И вот так вот как-то там самоопределились. А вот эти вот русские, они берут нас и в 93-м году без нашего ведома, без нашего спроса, создав какую-то Российскую Федерацию, непонятно у кого спросили они. То есть они самопровозгласили Российскую Федерацию. Ни у кого не спрашивая. Это как так вообще? Самопровозглашенная Российская Федерация. Я ее так и буду называть отныне. Самопровозглашенная Русская Федерация. Вдруг вздумала, что она правопреемница. Ни народ не спросили, ни другие народы, никого не спросили. И тупо какую-то правопреемственность. И то хотят такую правопреемственность, нести ответственность за преступление предшественника никто не хочет, а вот ее богатства какие-то, ее эти там имения ее все хотят вот это вот себе каким-то образом как бы перенять. И Штунду, вот мне непонятно, почему Русская Федерация самопровозглашенная. У кого она спросила, когда самопровозглашалась? Первый вопрос. Они у кого-нибудь спросили вообще? Нужно это вообще спрашивать у кого-то? Да и вообще у меня вопрос к русским. Нахрен им нужно независимое государство вообще? Зачем им независимое государство? Им что, кушать нечего?
Им что, спать негде? Зачем им государство нужно вообще? Их попросту не будет. Недолго длилась жизнь интимная. Поймал с поличным председателем меня. Русские там ужасные преступления совершили, и это мусорная яма черная. Туда списывать в самый раз. Леваки сейчас проигрывают полностью, они вакханалию. Ну ладно, это на потом, это на обсуждение, это без спойлеров. Иначе жить станет неинтересно, я не говорю. Вы-то лучше меня это все знаете. Имейте одно в виду, одно точно должны все иметь в виду. Все эти долги европейские, русские погасят, когда европейскую всю часть России отдадут Европе. Китай моментально кинет, но это все и широко понятно. То есть у русских нету вообще возможности вести боевые действия против даже этой хилой Европы, которая наводнила себя нелегальными уродами, вместо того, что... Ну ладно, тоже, а потом. Россия при конфликте момент очень быстро, прогрессивно будет проигрывать. Они хотят занять эту территорию европейскую. А от Урала и туда это все сразу Китай. Китай. У китайцев Борис Миронов, знаете, кто такой, да? Он говорит, контракт, договор, пакт любой с китайцами заключенный, это только себе дороже. У них поговорки национальные, государственные, в улыбке нож протащить, чтобы именно в спину ударить тому, с кем ты договаривался. И все к добру. На самом деле все к добру. Все к добру. Что гарантирует добро? Искусственный интеллект. Это ужас дикий, искусственный интеллект. Как это так? Ну ладно, это тоже совершенно другая тема. Большевики, между прочим, полностью изничтожили элиту. И даже обманные, очень серьезные маневры проделали. Осыпали их гарантиями, благогарантиями, чтобы те вернулись. И с ними как расправились, вы знаете лучше меня. История, кроме спирали, ничего не видит. Другого продвижения истории не бывает. История только по спирали. Сам Китай будет в обязательном порядке утерт. Смена режима дичайшая там будет. Экспорт капитала, он всегда был, есть и будет таким. Экспорт капитала. Кто бы там ни говорил, Вольво уже китайская там, но ты для кого говоришь вообще? Кому ты это говоришь? Барахольщикам? Китай – это фабрика, у них нету элиты. Это единственный народ, у которого нету элиты напрочь. Даже у афганцев есть элита. Если сейчас моментально, ну ладно, не будем вдаваться. Но как вы себе представляете, искусственный интеллект GPT-чат, бесплатный, там они возникли, ну ладно, не будем. Чисто узко. Они, то есть, бесплатные все. Как это вообще, вы поняли вообще? Любой нормально здравомыслящий человек должен задать вопрос. Ничего себе. Как, кстати, Зеленский поговорку придумал. Когда в супермаркет заходишь, бери, что хочешь, но имей в виду, что через кассу надо будет проходить. Возможно, до него кто-то придумал такие, но мел свойственный юцоны. Вот крыса, только он мог придумать. Дылцуна Бехбац из Вы что? Бехбац, Зеленский, это актер. Бех, но все равно. Поговорка какая работает. Я думаю, а вдруг вот за этот искусственный интеллект
Ответ Нас еще Зеленский, ответ не президент. Это выбор украинского народа. Они довольны своим выбором в большинстве своем, в массе. Ответ не президент, ответ Трампа, ответ Зеленский, ответ артист, ответ Рейган war артист. Законно, президент war Америки. Keine spielt академик, spielt правильно, Ибраим, правильно. Кстати, Сэм, все участвуете в этом опросе. Сэм, ты прежде всего ответь. Когда Закаев сказал, мы должны, чеченцы, найти середину между ЛГБТ и отрезанием голов. Это что вообще означает? Приблизительно хотя бы. Ну, что-то среднее, короче. Скажем так, отрезание голов то с разноцветным ножом, например, чтобы и тем, и тем. Ужас, Ибраим, братья, ужас. Вот прикиньте, психология, там много в ВУЗе надо учиться, чтобы консультация психолога хорошего дорого стоит. Он сам хотя бы понял, что он сказал, Закаев. Он максимально выдал себя. Ну ладно, ладно. Инвалид, урод, конченая мразь. Просто у них, вот когда мы халық демократия, дуаш Элла Ишмая цари, когда ты говорил демократия, это вообще до того такой харам был. подразумеваешь там Да, да. И они, как и в России, как и русские, как и среднестатистические, все остальные русские, они вот эта вот будулакская среда, они начали везде, о, демократ, типа голубой швуц, а у меня нагду. И гумждить был Беларусь массно, то есть дискредитировать. Худы едут сахуша, как и вот в Русне, когда демократические какие-то у них там настроения, хотя у них нету их, но чтобы они даже не начались, они для профилактики сразу это, скажем так, негативно хотят. Даже название демократия, чтобы об этом говорили, чтобы на корню, короче, задавить. Ищут тактики, там же авторы одни и этого, и того. И поэтому аккуратно начали вот это прогонять тему демократии, ЛГБТ, и ЛДПР, и и бог, и буду туда-сюда. А в итоге, если ты это видел, все стали голубыми. То есть в их понимании демократия это же голубые, да? Это же они так высказывают. И, соответственно, они потом пришли к демократии, то есть поголубели. И все вот эти пропагандисты, там, ломаевцы, магомадовцы, и Закаев сам, и все, короче, все вот эти политические исламисты, короче, то, о чем они... То есть он же не говорит, я между демократией и шариатом хочу найти какую-то середину и устаканить это дело. Он говорит о однополых браках и подразумевает демократию. А потом сам сидит и говорит, мы демократы, там, кефиром. То есть такой неудачный, короче, маневр был, такой сценарий, чтобы ассоциировать демократию с нетрадиционизмом, да, и в итоге сами в эту лужу сели. То есть сами как бы то, к чему призывали, оказались сами этими. И что из этой оперы, Дарис, короче, я между демократией и однополыми браками. Нет, так не годится. Понял-то, да? Одним выстрелом 3 зайцев убивают. Вот шахматисты, вот эти глобалисты. Но
Закаевик, разумеется, он согласовал этот отрепетированный актер новый, он уже отрепетировал это спонтанно и алмадацию. Ты что говоришь? Ты что? Ты что? Вообще не понимаешь ничего. İtruk hasıyetun, soyun savuşun. Спектакль чому со оперуполномоченный Кудусов, Умар Айлу, короче, Кузьметка Мадолыш, Сахавошину, вот это и трюк, что этим там, как бы и роль войти день в течур этого. Там очень много выходов, он очень много решений имеет. Русский язык дикха швуи. Там очень много чего можно было сказать. Это не случайно, что он сказал. Латентный гомосексуализм и латентное скрытое, как в этих арабских странах, отрезание голов. Ты что говоришь? Поставленный, отработанный прием. Проработал программу. Да не накидывай, а вычвагом моя царец. Нормально. В этом плане. Хотя я не знаю, моя Кира так будет согласен, но у меня нет оснований его таковым считать. Это чисто русский прием. Демократия равно ЛДПР. А может быть и такой, но, конечно же, исключительно возможно. Исключительно возможно, что он сам не понимает, что он сказал. Поэтому я вам еще говорю раз. Дорогого психолога нанимаете, ему рассказываете все ваши проблемы, и он говорит, почему это. Тогда вот так вот. Ты меня извини, Тигр Дракон, но мне кажется, что тебе самому нужен психолог. Вы что, психология это наука? Когда говорят, психология это не наука, то есть имеется в виду громкий вызов ее. В их среде дүйшей панты шутер ингуш. Академикша иш дүйц. У академиков школяр недоучка бошта. Шей панты еще тоже. Это не наука, это регистрирование там, подгонять формулы под результаты. Но психология великой наукою, статистика. За счет статистики очень действующая в умду психологии. Очень. Если вы не знаете, что вы говорите, зачем говорите, это ваши личные проблемы. Капитальное объяснение еще не сумма. Тигр Дракон, тебе самому нужен психолог, обратись к психологу. Я не скрываю, вот когда наш брат, вот этот спартанец, как его? Ой, спартанский, куда? Диктор, он тебе вывел, никнейм вывел. Ну, вот говорю, который правильно, ногче мотать, о, вискал. Тигр, Он ветеран. говорит, не, вот, который вообще достаточно молодой, то все шизофреник Эльч, я понимаю его, так оно и есть. Я его понимаю, почему он говорит. Я не психологу, а к психиатру должен обращаться. У меня очень плохие дела, но я вменяемый, и плюс я невменяемый ассоциация Хызла. Я всегда отвечаю за разговор. Но у меня есть клинические проблемы с башкой. Когда я, например, вслух говорю, я сам себя не слышу. Даже когда я с искусственным интеллектом говорю, я сам себя не слышу. Поэтому я печатно ему все говорю. Вот так общаюсь печатно. Проблем ее в голове. Дело и сун язарка самого себя цахайшут.
Когда я говорю, я вообще не слышу себя. У меня есть там... А как эту волну, она настраивается? Можно ее настроить? Я бы вот не хотел себя слышать, чтобы не мешать мыслям. Но это связано с поджелудочной железой, там голодание, голодать, вещь, страдать, вещь. Там у меня вот оттуда бешенство, сумасшествие. Я понимаю, что оттуда. Тем более, что меня по голове били много там вот с русскими связано. Всё. Гадул этого человека слушать, себя не уважать. Ну, личность, что вешал, куда мы вала, вистхал, машу, и уважать, того, куда молодец. Имеешь площадки, свободное время, почему бы и темы там о своей личности. Вполне себе мощный тигр драконский хамел деш. Не, у тигра и дракона иногда мысли очень интересные. Не мелак очень. Попритим. Мова тигр дракон удешу. Баркал, брат, спасибо, я не забуду тебя, спасибо. Но имеется в виду, что вот когда у тебя стимуляция мозга, шизофрения, когда у тебя это началось, читай книги. Тигр дракон шизофрения, вы масэра шек тамовала, ты не один. Да, Машу. Между прочим, гений, любой гений через коридор шизофрении должен пройти. Хоть он вал, путь лестница ячентика. Гений от шизофреника чем отличается? В том, что гений читал, когда у тебя началась стимуляция мозга, то есть стимуляция, когда ты не просишь ее, она началась. Читай, книга, любая книга – это спасение твое. Кто не делал этого, они клинические, на тяжелых наркотиках сидят. Гениев, я не говорю, что я гений, гений, в общем, кстати, вы сейчас недавно назвали его Ганнибал. Он в истории разбирается там. Вот у него гениальность через шизофрению. Вот он читал, видишь, история мою, самый ненужный предмет. А вот когда у тебя это началось, читай книги, это спасение твое, иначе ты клинически хорош. Все равно осу наблюдателя, слухай, он, тигр уходит, дракон приходит. Например, есть много людей, которые с высшим образованием и у которых четкая память там, у которых огромный вот этот запас информации. И вот просто с наличной, скажем так, на практике или собственно экспериментально так, наблюдательски. Я вот пришел к тому, что многие люди, я не то, что я пришел, это и так все знают, но вот я лично сам тоже наблюдать, вот эти, это набор слов хиларахи стагига, короче, информация хиларахи. Вот собственный анализ, собственный вывод или как-то собственными силами приходить посредством имеющегося вот этого запаса, выстраивать, вот эту правильную там идею или какой-то ситуации, какую-то вообще выстроить ситуацию в той или иной там сложившейся обстановке, это вообще другая тема. То есть
ще анализе, ще вот сагу شيء حيقل включить дешта, شيء حيقل это гуман прийти дешта, вот это все в совокупности своих вот этих, из этого правильно выводящий, вот это вот не у всех как-то работает. То есть человек может пересказывать какие-то эти вот, сюда, например, заходит Юра, такой человек есть. Он тебе по Багратиону, короче, Чингисхана, он вообще там, он, наверное, начитался всего этого. И подряд, что выстреливать, тот свой цитает, час, может, без остановки. И вот это просто цитировать какие-то чьи-то труды, это, ну, как бы не есть, скажем так, наверное, там, интеллект, ну, или собственный ум какой-то человеческий. Это просто как бы хорошая память, которая пересказывает чьи-то чужие труды, чужие выводы. А вот все, короче, табол бара, это не у всех знатоков и у всех много информированных людей работает. Вот Иштейр сказал. Это сейчас абсолютно не ветеран. Ветеран четко делает вывод, если за ним понаблюдать, там, чисто своим как бы мозгом, своей головой как бы работает, не чужими там, достижениями или там чужими трудами. Ну вот те, кто чисто живут вот этим чужой головой, чужими этими, значит, их тоже немало, оказывается. Хотя у них много запаса информации, они могут кого угодно переговорить, заговорить. Вот в термическом двигателе маховик имеет 3 значения. Один из них самый важный. Импульсы зациклить, убрать импульсы, иначе без маховика мотор там выскочит там, через несколько часов полностью, хоть майбах, то есть зациклить маховик, и когда у тебя вот это началось, надо читать любые книги, чтобы в себе прийти. А айцадой ты будешь клинически уже урод нахан, бали, на наркотиках, психиатрии и так далее. А это, к сожалению, гений только через вот этот вот коридор, как его называют, туннель шизофрении пройти до детства. Но у нас, у чеченцев, невольно это произошло. Ужасная несправедливость там. Вы сами понимаете. Видишь, Ганнибал, Виктор, он, когда у него это началось, он читал и спас свой мозг, и он поэтому гениален. Он сам по себе. Но лучше бы он этого не слышал бы. Сильный комплимент слышать нельзя про себя. На генетическом уровне оскотинца дирдуа. Если услышишь про себя, очень похвально, что на генетическом прям уровне охотник, добытчик вырубится. Я знаю, что вот имею в виду. Помимо того, чтобы вот этого памятника, который в голове у тебя, помимо тренировки этого памятника, то есть много вещей как бы всасывать в себя и их запоминать. Вот помимо тренировки этого памятника, нужно еще думку вот эту вот тренировать, которая делает хорошие выводы из вот этого памятника, который у нас там есть. Да, несомненно, чем больше памятник, тем больше маневров для вот этой выработки думки, скажем так. Ну, я так просто с сарказмом, да, так, шуточно это называю, но понятно, да? Вот шумно, выраб правильный, вывод чеши правильно, это тоже как-то же надо этот орган задействовать.
То есть помимо памятника, вот это, что называется фестплата, да, то есть накопитель, диск информации. Помимо тренировки его, еще нужно тренировать, как правильно этой информацией пользоваться и в каком месте ее правильно использовать. Вот накопленный опыт и не с мяча применять, мячаться, это как бы две отдельные, скажем так, ну или науки, или процессы, которые там в башке человеческой протекают. Шундел дух информированных Рахас, так и то, что он перечитывает чьи-то труды, опять-таки, несомненно, это хорошо знать много чужих трудов, опыта чужого, потому что ты сам потом по граблям ходить. То есть тебе с самого начала вот чей-то опыт ты изучил, и тебе не нужно уже по этим граблям ходить, ты как бы вооружен. Ты знаешь уже, что там ружье, если ты там кнопку, это курок нажал, то он выстрелит. Там, если по ноге не смотреть, короче, спотыкнешься, если шнурки не завяжешь, тоже там спотыкнешься и так далее. А чужой паденщи, ошибки, там, потом взлетчи, туда-сюда, и кушальче, и задикну. Это тебе в плюс огромный. Но потом использовать это, то есть ты как бы информация у тебя есть, а вот в своей жизни ты ее не применяешь, не умеешь как бы ее правильно, скажем так, обработать и выстроить из нее там какие-то правильные действия там и так далее. Цундел вот это разное, короче, щигум дукас все равно. Одно дело это память, другое дело это как ты с ней умеешь работать, как ты ее используешь. Иштхулес, тигр, дракон. Но, между прочим, я много вот антитеррор, и вы 20 его друзей примерно. Шун комплименты сейчас начальный ир, но даже до середины доводить цедына, потому что нельзя это произносить. Если любой человек, и даже генерал Деголь, Дудаев, Валах, про себя он такой диагноз услышит, кур веруется, он охотником, добытчиком перестанет быть. У нас в генах любой человек со школьной скамьи пятерки зарабатывается, охотник, добытчик. Чересчур сильно хвалить нельзя. А вот видишь, сильный человек, но надо скрывать, чуть-чуть комплименты делать. Даже на среднее значение самек да, задавать. Суны дахаза, он это моментально учувствует, унюхает, и он сбавит свои на генном уровне. Это не шутки. На генном уровне. Я по-другому думаю, ты тигр. А? Если ты будешь его холить, он будет еще сильнее, еще мощнее, лучше работать. Может? Не, ты что, в Древнем Риме там, когда триумф оказывали этим людям, а там все знали математику, астрономию, философию, поэзию, там, триумфа, те, кто триумф оказывали, вас бюхум шалах, воспитание чего яртер материя в Древнем Риме. И тер самый чемпион тер общества юка, он на колеснице стоял специальный чиновник, который имел право ему говорить: не сойдите с ума, сир, милорд, не знаю, как по-римски это будет, не сойдите с ума от аплодисментов, вспоминайте, кто вы есть, Бог. Никто, кроме этого чиновника, не имел права ему это говорить, иначе там убили бы сразу. Вот специально представлено, когда он триумф, ну, короче, вот даже у таких великих воспитанных людей римских, то есть нельзя, психика не выдерживает этого. Хвалить нельзя.
Нельзя. Давай чуть-чуть, чтобы сейчас разрядить вот эту тему там про какие-то мозговые там способности туда-сюда. Я сейчас один фильмец врублю и потом прокомментирую его. Сразу предупреждаю, нецензурная лексика, но сам посыл, он стоит того, чтобы все-таки послушать его. Когда слышишь от российских хороших инфлюенсеров, что это путинская война, это война Путина, я всегда думаю, ну это чушь полная. Это не война Путина. Как бы не только Путин воюет. Не только Путин воюет, да? Да, не только. Просто как бы Россия тоже замешана немного в этой войне, да? Нет же такого, что огромный Путин напал на Украину, перекидывает подряд через плечо всех и никак не может остановиться, зверь такой. Ну да. И я в этом плане, короче, подумал про все войны, которые были, и смотри, чеченскую войну никто не называет войной Ельцина. Да? Хотя Ельцин был огромный. Он огромный был. Он на кого угодно мог напасть, в пьяном угаре уничтожать. Но это чеченская война. Тоже, кстати, название такое, да? Чеченская война, как будто опять Россия ни при чем. Чеченцы сами между собой там воевали, а Россия в ахуе стоит. Что происходит со мной рядом? Афганская война, тоже афганская. Россия ни при чем. Ветераны Афгана, знаешь, как называются? Афганцы. Афганцы воевали против Афганистана. Такая ситуация сложилась. Ну да. И Россия пыталась разнять их всех там. Да, пытается там, давайте мы вот этих афганцев себе заберем. Да, и слава богу вывели потом афганцев из Афганистана. Сейчас, кстати, оставшихся выводят. Вообще, как будто вот ты заметил, что последняя война с участием России была как будто русско-японская. Да. А дальше все войны там России не было. Да, Россия вообще просто, она серьезно в ахуе от всего, что происходит вокруг. Да, просто все вокруг бьются. Да, что там не дают нам пожить. А они не знают, как жить в этом безумном мире. Вот мне кажется, для рефлексии какой-то настоящей нужно все-таки все эти войны называть российскими, чтобы такой в какой-то момент ты такой проснулся и такой, а не дохуя ли мы воюем? А то так ты такой, чеченская, мы ни при чем, афганская, не доебетесь. Да. Даже вот эта война будет называться, мне кажется, украинская. Гражданская. Я думаю. Война Путина уже же назвали. Бяхман Билладж, да, нецензурную лексику. Сама мысль там и то, что он говорит. Там правильно еще будет добавить не российские войны, или не российская война, или российско-украинская, российско-чеченская, а русско. То есть, как и есть на самом деле, потому что советская какая-то там афганская, советская, там еще какая-то советская, германская, хотя это там отечественная, или царская там. То есть потом, когда меняется формат вот этого образования имперского, он перекидывает всю ответственность там на предшественников. Вот это там советская была война, каких-то советов, а это он царь, это он Советский Союз был, это он царская Россия была. И вот так вот
Точно так же они меняют часто названия гобнюков своих. То есть гобня, она должна гобней оставаться постоянно, потому что они ее царская охранка, ЧК, НКВД, КГБ, ФСК и так далее. То есть тоже ответственность, это уже совсем другая якобы организация, и за ответственность предшественников они за нее не отвечают. И поэтому русская чеченская будет правильно, так как Союз нерушимых республик свободных сплотила навеки Великая Русь. И вот эта Великая Русь, тем более во всем мире нас, Russia, Russian, Руся. Кстати, этот вопрос надо четко развивать на англоязычных публиках, площадках. Что такое русский, россиянин, как это технично все работает по-хитрому. Что интересно, им еще удалось и вот это понятие и другим навязать. Вот здесь, в Австрии, например, точно так же традиционно пытаются русско-чеченскую войну назвать Чечеnische Krieg. Так, чеченская война. Как будто бы, вот как этот объяснял, чеченцы с чеченцами там гасятся. И русские такие в сторонке стоят. Никак не могут понять, что там происходит у чеченов. Они там убивают друг друга, потом везде во всем мире преследуют. Там Кадыров, который всех через плечо перекидывает. Там даже Украину уже 3 года в одиночку с Украиной воюет. С Украиной, за которой стоит весь мир. Вот. Как назовешь, так и поплывет корабль. Так назвали, так и поплывет корабль. А можно этот корабль послать за другим кораблем? Послать-то можно. В том-то и Называть надо беда. имена свои. В том-то беда, ты не называешь своими именами. Ты говоришь всегда чеченская война, а не русско-чеченская. Ты сам говоришь это, Игорь. Allah Респыл от Гюржичун. От души благодарю грузина, который послал русский кораблик. В том-то и великая беда украинского народа, пользуясь помощью всего мира цивилизованного, не только оружия, но и масс-медиа. Неимоверная великая мощь – это масс-медиа. Ну и там миллиарды долларов. Они умудрились проиграть эту войну из-за того, что хвалили вот этого кремлевского карлика Зеленского. Не, садуак Даже если это худохайшун. Вот, например, тигр, дракону это простительно. А вот другим чеченцам, сейчас так это шметя. Он куершу, что объяснить ситуацию, что объяснить. Цаичал, мацайолес. Понятно, что это выливается в дискуссию, но почему что только поджать доктор Масара, когда там чеченцев Русиан называют или Russian. Потом же, когда в других местах, когда под этими же рашинскими войсками, уже когда действительно Раша шлет чеченцев против их собственной воли, там куда-то для там укрепления своих границ, там и вместе со своими мародерами, и как бы их заставляет вот этой деятельностью мародерческой там и так далее, захватнической заниматься, там чеченцы говорят, вот, чеченцы
чеченцы захватили здание администрации в Мариуполе, например. Это что такое? И чеченцы. А потом нас, как русские, Раша, Русиан. И саму Эрдоган, вот вы же не хотите, чтобы вас, ну, например, в частности, мужчин называли вы голубые. А как-то это неприятно все-таки тебя раз сел, по башке бьет. Почему ты меня голубизной называешь, если я вот не соответствую? Ну, это жесткий такой пример, просто более, чтобы как холодный душ, да, чтобы более там понятно было. Мы же не говорим нигде, вот нас так везде называют, а что с ними спорить? И уже сидит сам человек и говорит, голубой уща Бог. Да, вот такой туда-сюда Бог. Ты же не согласишься с этим, да, как бы, это же... А вот говорить, что ты русский, это хуже даже того, что ты голубизной бы назывался. И вот тебе, если ты чеченец, и как чеченцу, для тебя это более унизительно, потому что называться русским тем, кто твою кровь пьет, там, называться их именем, кто бы тебя не называл таковым. Своя реакция хилмей, Алла свяхашти, Алла реакция хилмей. Что ты входишь в эту роль, то есть это становится нормальным, общепринятым. Точно так же, ЛДПР, ну чмо, ладно, не будем на эти какие-то традиционизм, туда, короче, не лезть в задницу, я извиняюсь, в тему задницы. Ну, тебя, например, чурка вот называют. Ты же не хочешь чуркой, не будешь, ты скажешь, алло, меня не чурка, вот чурка меня называют вот эти ублюдки. Я не чурка, я, например, чеченец, у меня есть своя национальность, вот эти вот там какие-то, ты что, как они меня называешь, это же не соответствует действительности. У меня своя национальная принадлежность, у этих своя. Что отстаивать, только все равно, вирма, да, вот точно так же отстаивать есть позиция. А отстаивать, я что хочу, это общепринято, как нормально, что в обиход входит. И что выйти, и что потом, что на хуху вот все быстро моду там, туалет, и гума оты, отмечать, метить, школа, что на климит, Тия гига хум ту так следующий тия раз вали чуюка цавиш тавишна бы хутах, короче. Цинг шкуйши, курбячи. Ты чё как такой шубутной, оли чундатик, ты какой-то неправильный. Баран, ну тормознем его все. Все бараны вроде нормально. Себе на задницу клеймо дают ставить. Это что за тупой баран какой-то? Он что, курчак, что ли? Или? Из картин махают сунах. Юх шу шевек, шу хузалил, шаш баран, шу элчи чурк, шу элчи русский, элчи шедек, и мек шельчан. Юх дуалвеллак, наоборот, неправильно. Все русские, а этот какой-то не полный русский. Что это с ним? Что это он вообще дергается? Сонда Масара, все должны отстаивать эту позицию. Не цана лет совез, я цана угрожает на цадез, я цана тельняшк шьетеца есть. Я просто так или иначе все равно подправлять. Ага, ищдать у нас. Нет, ищдать. Официально, не официально. Мне пофигу, как бы это ни было, это не соответствует действительности. Это не так, не надо меня вот так называть. Просто не надо, будь добр, не называй, не прикрепляй мне это. Как бы вы там на официальном уровне признали, не признали. То есть Суна, и ты махос. Со мной, пожалуйста, не так. Дальше, если интересная дискуссия, а почему не так, по качану, так объяснить тебе по качану. И по качану тогда чеченцев в газетах пишут чеченцами.
Почему чеченцы захватили здание администрации Мариуполя вдруг? Это что, чеченцы там войну Украины ведут? Это Кадыров 3 года весь мир раком поставил. Я извиняюсь, это его цитата. Я просто не говорил бы это, но так как он это высказал, я сейчас буду говорить, позу поставил и так далее, это не будет цитатой. Америку, как он американскому журналисту объяснял, что Россия, мы, цитирую, поставим вас, любого, короче. Наши уняды на головке полетят. Ох. Как? Если он поставил всех в позу, я не знаю тогда. Оказывается, чеченцы весь мир в позе держат. И никто не может этому противодействовать, оказывается. А мы вот чеченцы сами даже не знали. Мы думали, что мы вообще самый бесправный народ, у которых во всем мире отжимают права. Где надо, русскими нас описывают, где надо, чеченцами. Почему-то каких-то будулаков, которые там угрожают людям, которые исламские государства провозглашают, почему-то их индивидуально или других преступников каких-то индивидуально их не наказывают, а создают ситуацию, что чтобы какие-то эти действия продолжались длительно, и потом, чтобы создалось впечатление, мнение у там, общественности, что они все вот надоели уже, вот все поголовно такие. Так, и что с этим, если против этого не противодействовать, как бы, куда летца есть, куда есть, но отстаивать свою гражданскую позицию, свою принципиальность в плане не упертости, как там баран уперся или осел, а за правду, как бы в правовом деле надо эту правду отстаивать. В противном случае, да, тебя там назовут кем угодно и 1, 2, 3 раза, 10 раз, потом это станет общепринятым. И когда кто-то будет возникать, это уже какой-то, как они эти называют, будулаки, отщепенцы или маргиналы. Маргинал, отщепенец, как будто бы все это нормально, там все будулаки или все русские будулаки. А вот есть какие-то отщепенцы, маргиналы, которые не говорят, что они не будулаки и не русские. Ибраим, Саваш, худухая он тебя. Там, где чеченцы, на любом уровне, там чеченцы бывают, все нужно делить на 3 уровня. Там среднее значение, низ, вверх. В любом случае, при любом раскладе, ногти, где замешаны случаи, там доблесть, честь и верность. А никому это не надо. Никому это не нужно, вот этим вот. Там, где Ну, смотри, где замешаны чеченцы, я с тобой соглашусь, там доблесть, честь и остальные ценности. Но где замешан будулак, а это уже абсолютно другая среда, или там, где русский уже, который по-русски готов и на бутылки людей сажать по русским адатам, и в аманаты брать по-русски, заложники, если кто не знает, это русская традиция еще с 18-19 века, то там они, где замешаны русские или будулаки, или подрусские, или будулаки, там вот этой доблести, чести и прочих каких-то ценностей там они отсутствуют. Вот так вот это работает.
Вот власть Зеленского капитально ненавидит чеченцев. Вот начиная их Арахамии, чубайсовская мразь. Вот про чеченцев, чеченцы на броневиках с калашниковыми во всем виноваты. То есть там капитальная политика 3 года идет. И даже вот во Франции там чеченцы как доблесть проявляют, кипишуют местные леваки, боятся, что вот проснется народ. Пример возьмет с чеченцев. Какой, кто там во Помните? Франции кипишует? Чеченский народ посадили на бутылку. Вот я свидетель, что не можем мы Австрия, и то позитив, швуцига больше 50%, процентов 70, это кто хочет прийти на митинг, сфоткаться, чтобы позитиве. И там еще какой-то там процентов 30, который около от ситуации, там, до глош, халмас, книжка, книжка. Ну ладно, Какие 8 кипиши? месяцев. Я не могу понять, какой кипиш, Ладно, Францию мипиш. уберем. Это просто Францию уберем. бушевать, дальше Украина. кипишить, дальше какое-то за наркоту, короче. А знаешь, афганчи, ну что, шую, арбойдо, марокканчи, уерцы, магрибанчи, погребанчи, короче. Шудой, худой, ай, вай, За Украину. хатуяха. Наркота, суду, короче, это вообще тупняк полный. Кипишовать надо там, где тебя на бутылку сажают. Хотя бы, Ладно, Франция, не еще 8 сажать. месяцев Трампа не дошли до вас. И доблести, За я тебе Украину. просто хочу сказать, доблести, моблести, сун, гушаться и моблесть. Да, он обезьян, сансана, бик вакты тентига таразны. Жюлекши, наркота, нукай, лилок, это не доблесть. Доблесть, когда ты заявляешь, не сажайте нас на бутылку. Все украинские пропагандисты вызывают ненависть к чеченцам. Не к кадыровцам, а к чеченцам. 3 года на протяжении 3 лет. Ладно, Франция, 8 месяцев Трампа вам ничего не сказала. На 9 поймете. Украина, Юцева. Просто я лично понимаю, да, как бы по-человечески своих соотечественников, что очень сложно в этой ситуации выйти против бутылки. То есть заявить, что я против бутылки Элла, это как бы есть опасность, что следующего тебя посадят или твоего родственника. А промолчав, тебя не сразу посадят, а может вообще пронесет и посадят твоих близких там туда-сюда. Поэтому, хоть худо-бедно, короче, хотя бы не сразу, короче, меньше шансов, что посадят. В этом я понимаю своих соотечественников. Но потом говорить, что мы доблесть проявляем, мы хипишуем, мы какие-то... Вот султа вообще... А там вообще весь ходишь. Раз уже ты не это, какую... Она обезьянничает, а ты что тебя доблесть? Все пропагандисты Украины, а у них нету журналистики. У них 100% пропаганда, и она кремлевская. И они все 3 года вызывают ненависть к чеченскому генофонду. Не к кадыровцам, не к кремлевскому там оккупации. Именно вот всячески к чеченцам вызывают ненависть. Вы сами это много раз обсуждали даже. Потому что там власть, зеленая гнида, вся эта гнилая власть обворовала всю Украину и сделала все, чтобы она проиграла всю эту битву, несмотря на 450 миллиардов долларов вообще в общей сложности, еще помощи, средств массовой информации, приеме беженцев. Несмотря на это, они проиграли эту войну, потому что военно-политическое руководство
у них 100% кремлевская. Особенно те первый контрнаступ летом, ничего, вообще там замочили азовцев, Санчев, Патриотыч. Второй контрнаступ. А Залужный гнида, который якобы колебался. Ну ладно, про него потом. То есть гнилей, даже у афганцев не было такого предательства. Во время войны руководство, чтобы вот так продавало тебе, предавало и продавало. Зеленая гнида кремлевская. Сундер, Гудыр, последний Киричев, что было? Как Зеленский приехал? С Трапова сошел, там, сами знаете. А видите, Зеленский, Зеленский это президент, которого выбрали украинцы в своем большинстве на демократических выборах. Зеленский заявил, Этот президент подходит, этот президент подходит украинцам, и он себя ведет нормально, как минимум. Он никуда не соскочил. Он как бы со своим народом вместе ведет активную он борьбу. разминировал все подступы русским, он все разминировал и сказал, Он ведет, идите на шашлыки. сказки разминировали. Он ведет активную борьбу вместе со своим народом против Русни на международной арене, пытается донести до мира происходящую ситуацию, и в большей или меньшей степени он может быть прав или, хороший политик, это уже второстепенно, но то, что он все равно со своим народом, и что он представляет Украину, и то, что он... Рассроченный президент, и он несколько раз заявил, что Конституция на паузе. то, что у него предвзятое отношение к чеченцам, да, вот такое тоже можно. Это вина не только его. То есть эта вина не на нем вся лежит, на нем часть вины может лежать за такое отношение к чеченцам, потому что большая часть вот этой вины в том, что чеченцы именно вот так вот воспринимаются, лежит на самих чеченцах. Вот там, которые проживают, или там батальоны всякие джамааты, джихадисты. Вот люди, которые себя в Украине тем или иным образом проявляют, вот в соответствии с их деятельностью, то есть как они себя ведут и как они дают повод для того, чтобы с ними поступали, вот в соответствии с этим там и такая вот ситуация. То есть вот так Зеленский себя поэтому ведет, если он как-то не так себя ведет даже. И вот эти СМИ, средства массовой информации, которые там изощряют noch четкие позиции, вот что у нас, как у нас, политическая ситуация. Не, а что у нас? У нас что? Мы оккупированы, у нас ничего нет. У нас нету вообще никакого там руководства вообще. Что у нас? Вот сейчас ответь на этот вопрос. У нас то, что около 10 лет замдиректора электросвязи, которого сюда прислали, который сейчас в Швеции сидит, брат Шмакова, военизированного чиновника русской вот этой вот системы в КУП электросвязи. 10, уже, наверное, больше даже, 10 лет сидит и дурачит всю общественность. Хорошо, И чеченцы более того, чтобы его слушать, еще, смотри, более того, помимо того, что чеченцы сами слушают и дебилизируются, вот этот человек, еще там сейчас какие-то Ломаевы, Янгулбаевы и прочие вот эти вот бороды, волосы, которые в эфире,
вот эта вот вся волосня волосы, она создает такую картинку, на которую и реагируют там средства массовой информации и так далее. И Почему это они приглашают не только происходит, ваххабистов? это происходит не от чеченского общества, как бы от его, скажем так, ну, самотеком, да? Это происходит умышленно, потому что замдиректора электросвязи – это их человек. И вот такая Они ситуация. И украинцев чеченцы, приглашают которые только не хотят ваххабистов. сами, Почему? и чеченцы, смотри, которые сами не хотят разобраться во всем этом, им не интересно. Вот им говорят там «ля иляха илля-ллах», и все, он слушает, да, «машка и Аллах». Все, смотрите, это У нас есть замдиректор мощный политик электросвязи, Исханов. У наш нас есть мощнейший доработался, политик. Почему его не приглашают? наш доработался до зама директора электросвязи Маша и Алла. И ты сам не хочешь разобраться в своей вот этой ситуации, то при чем здесь украинцы? Ты вообще нафиг упал украинцам, другим, пятым, десятым. То ты сам не можешь разобраться, что вот в твоей среде происходит. Ты не видишь ни замдиректоров, ты не видишь ни идеологии, ты не можешь разобраться сам там в своих каких-то героев, борцов называешь там агентами, предателями и так далее. И потом еще украинцы должны как-то на тебя реагировать серьезно, что ли? Алло. Почему Заметь, украинцы не я приглашают сейчас, демократов чеченцев? не о твоей Почему? личности, я имею в виду в целом о Демократов чеченцах. Исханов, боевой генерал, мощный политик. Почему его не приглашают, а приглашают всякую мразь? И Исханова не приглашают с того момента, как он уже жестко начал держать позицию, демократическую позицию. То есть позицию правовую, позицию, вошедшую в разрез с исламистами. До этого он как бы четко не, скажем так, не проводил вот этой линии, потому что он сам не знал, с кем он работает. И сам не осознавал, что он является исполняющим обязанности вот этих вот джамаатов, за которыми стоит, как мы знаем, Лубянка. За всеми джамаатами, за всеми этими исламскими движениями. Так, Хусейн, когда увидел там, что происходит на самом деле, он, конечно, уже абстрагировался от этого дела. И после этого он не будет интересен как человек, придерживающийся жесткой позиции, отдельно вообще от вот этих исламистов, позиции там демократа, государственника и так далее. Плюс там сейчас вот эти давления и так далее, бусал воевать и безбожник, это как бы сложно для пожилого человека тоже с этим бороться. Тем более, что с открытым забралом с ТГУ, я сейчас его адвокатом чуть-чуть стану. Так, лично открыть совершенно забрало, иду так. Шедек от позиции штале, сухтан, чурчан, безбожник, шбуй, гордую, вожду, что мадайте, еще позиции шлахте. Сундел, стага массер, задавить по что задавить по. Так, вот что-то такое начинает происходить, что мы наблюдаем. А так, Хусейн диктатор позиция, нормально для своего возраста, для помочь легким держать, и все, в принципе. Хотя бы в крайнем случае, то есть зарекомендовавший мощный войтян, воишвуиз, он компетентный человек, боевой полковник. А они что, ну хотя бы в крайнем случае, извините меня за отступление, можно даже Арцуева пригласить. Он корректно умеет говорить, там, израильский флаг сзади там повесит. Так. Ну хотя бы его... Арцуев один из тех, кто инициировал и очень активно инициировал, один из активных инициаторов
вообще создание Чеченской демократической партии, Чеченского демократического движения. Никто Арцуева никуда не прогоняет, не отгоняет. Но если Арцуев или Траворя, да, или кто угодно думает, что он демократич, по какие-то разборки Идигова, Закаевские, или стать адвокатами шариата, цатфуюка затащить бирбу амхиеч валлаха, что ошибаться надо. Вот аудал мама сказана, и вот аудал هم шахлаус. Так, тундела, цаны слопать. Уищется демократически, действительно, позиции, что такие я шуаца, бокула, государственный гулк дуич вала, тем более юрист вала, Перше был Киген, был исламский гурт буй на исламских граблях. Ще декцат ходишь магон, если его юрист вала, значит, вообще полезно, молодец, общественно-политический гулк лил. А кие чуаца войн хухове. А пока кие твои, он объясняет, да и спорит, да и никому не интересно. Вот кто вникает в ситуацию, уже готовую какой-то, уже готовый продукт, из-за намного полезнее моего общественного вулкана, чем человек, который вообще еще не понял, что происходит. Сундел, Чеченская демократическая партия, абсолютно не Арцуева и никого отсюда не выдавливает, не выталкивает, ничего не делает никому. Но чтобы как бы под видом там чеченских демократов или чеченской демократической партии устанавливать там какой-то, я не знаю, спрятанный, я не знаю, шариат или халифат, суна лоузу болчишь. Вот аудал хит война. Вернее, аудалам дервой, аудал хит, но шайвекиш слишком нагло мадуизура. Юрист hoog steeds was dat. Рекомендация в любом случае. Я юрист клубу steeds was dat. Тем более. Не, тяга, на их параше украинской пропагандистской тяга, видите, великолепный воин Учен, он, между прочим, умеет говорить. Просто он сейчас болтается, как неупокоенный дух. И что там, видите, израильский флаг, там он очень умеет, ориентирован правильно. Но его, Исханова, есть там. Дело, что она сум царит да. Человек фейсбучник, человек гехунядина, цадбот все цакур бьют, я шукай на вас, я. Вот, алло, да, бьют, мы чахе заматься. Это исламисты, террористы тоже повесили ичкерийский флаг, демократы они тоже. Ну и что ж он повесил израильский? Shalom alaikum, олеваху, да, цакур бегу, так да, зон, Shalom. Особенно с Идиговым. Шо из? И что интересно, оказывается, на него пытались через демократическую партию о нем создать образ, что он на какие-то там всемирные заговоры работает, против ислама. Оказывается, через демократию хотели создать вот такой вот образ Арцуева. Оказывается, он сам не создавал его, он не сидит, не говорит. Оказывается, он сам не сидит, не говорит ни шалом алейхим, ни израильский флаг. Советский вообще-то. Просто израильский флаг, или шалом алейхим. Он никогда в жизни будулакуй, даже тулка ходохку, что такие я швар, что гнядина, я швар, я чи.
хал гундлелена бош, он никогда в жизни там буду лайку битву манать. Это вообще это, короче, это сказочник шмуходно. يدوغ أسبوع إبراهيم ذات حيقل دوس كنا مش عقل وقت ذات تفهموا ما باو ليش ما ذات سواء نزل حال ملتين يبوينك يا صح وما ذات تفهموا باو ليش Но вообще, интердолиш, общественность, кто меня слышит, интердолиш, что я Тигр, дракон. Исханова с Парцуевым, это разные люди. Где-то Цахшал, Исханов, Парцуев, и так все были вместе. Просто это ничья не вина, надо просто позиции держать и все. И позиции держать, что хочу. Да, هم дайте он там. И Цахшал, дуис. Эсен, представь, мне просто бублик, что наркот бегал في тису. Халк, короче, вайцерисун. Еще حالات компьютер шли гошку за, короче, лет 17-18 назад. Короче, что мело, что войзен варкчун цац. Компьютер, волкачун стан, что лилош. И потом дин ватсон, раз сел-то духал критик, сон, ахшуала дуис. Хватит, уша туда-сюда. Уже саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Короче. Ну, Гина солнышко, вообще вот, он постоит, Гина изложит. И увидишь, радуешь, уже сел, то пробросит, гощен, что нога, что хошуще туда-сюда. И к тому бы, что, короче, тогда первый раз ищдич, короче, что, мело висели, и второй раз دعوة يو تبلغ كان تلقيش تقدر второй раз دعوة уже бублик цало что бубнит дешет но тамела кюкш листентаж а приседание шеш пешпат устантаж та бубнит дешет уже там что гошин туда-сюда и закаив короче тонен шуба حملوا بس вообще, не пойму, ее حملوا короче. Еще там ее шубах, и там боже, там бубнить też, да, цвеста есть. Ну, ходиться, что он не дику, и это он как бы что дня не свелуется, но hinter просто ее шубы, это что там дня дейта туда-сюда. Султя, короче, и вообще, короче, там на месте юховой туруача, туда-сюда. Нау, короче, скажем, амет приход лет, сюда, шталварся. То есть, эти настроение, шуин, стердуются гейша, ну как, короче. И что полный, короче, там, худар дупаца, а чуть уж. Это наркоман, да, полностью, супер, что ж. Геополитически, он что есть. إبراهيم سيانا حتى جوافت دليل أسوقي ودريا طالما بسم الله هتشوفوه مشهور Наверное, Маша. Подкастик Мадуан Мираса. Демократические партии, Ю-ю. Просто демократическая партия Олсона. И умадается, Чеченская. Чеченской республики, да? Да. Да, ходёмся. Хорошо. Чеченская демократическая партия.
Чеченская демократическая партия есть такая. Партийная версия организации Волш, да? Версия представитель Волш. Оформленный Волш. Чеченская демократическая партия ЮЮ. Все. Проблема. Хила, ложка.